Лукашенко вас хвалил. Да мне глубоко по барабану. Подманули? Ну, конечно. Мне стало известно, что я уже отсутствую среди живых. Добиваться того, чего я хочу, это здорово, согласен? Не, они не обанкротились, их ограбили. Ты кто? Я банки, а я зерно продаю, мы нефтью торгуем. О, Гаденыш, станки ты не купил. Я что станки не купил? Станки купить! А нахер такие станки? Спадар Александр, добрый день. Дякую, что знайшлі для нас магчымасць сустрэцца і паразмаўляць. Спадар Игорь, добрый день. Я тоже очень рад этой возможности. Ведаеце, я б хацеў пачаць нашу размову з такога моманта, які не зусім быў ясны. СМІ пісалі пра тое, што вас выпусцілі, вы выехалі, але не было канкрэтнай даты, калі вас выпусцілі з турмы. Гэта быў канец 22-го ці пачатак 23-го? Ну, о том, что меня перевели на химию, я узнал 15 января, наверное. Мне очень многие прислали ссылки. 15 января 23 года. Это при том, что я уже 2 недели был здесь. А на химию попал в августе 22 года. Поэтому я не знаю, откуда брали сведения СМИ. Меня освободили и мне выдали паспорт 29 декабря 2022 года. 30 декабря 2022 года я ехал в аэропорт и был очень счастлив тому, что меня пропустили через границу, и я улетел. То бок вы один день пробыли в Беларуси? Чуть меньше. Я 31 декабря прилетел в Дубай и праздновал Новый год уже здесь. На свабодзе. Здесь на свободе, да. Некаторыя чуткі такія хадзілі, што вас датэрмінова выпусцілі. Гэта праўда, ці вы цалкам адбылі свой тэрмін? Я отбыл больше. Як гэта? В отношении меня применили новые правила в связи с изменением уголовного закона, и мне зачли сутки, проведенные в СИЗО, 1,5. А также мне дважды применили амнистию. Не в отношении меня, а на общих основаниях. И поэтому я пересидел 2 или 3 месяца. Математически. Так что вот в общем термине я отбыл звонок. То бок не было так, што памілавалі вас нейкім чынам там раней крышачку, ці злітаваліся на вас? Значит, в отношении меня никаких добрых решений не принималось. Гэта праўда, што ваша справа асабістая, калі вы знаходзіліся ў калоніі, яна была з пазнакай чырвонай літарай там К, вось гэта асабісты кантроль, КДБ. Вы ведаеце пра гэта штосьці? Ці... Ну, конечно, конечно. Но каждый раз, когда возникала какая-то ситуация относительно меня, я слышал о том, что Муравьев на особом контроле. Даже в какой-то момент условия моего содержания сделали наихудшими, на всякий случай, чтобы никто не посчитал, что я кого-то там коррумпировал. У вас ёсць, не ведаю, нейкія свае пэўныя ідэі наконт таго, хто мог вас на такі кантроль асаблівы паставіць і навошта гэта было зроблена? Ну, вообще-то очень много паранойи какой-нибудь, каких-то интриг. Я не знаю. Ну, может, от того, что дело было публичное, широко освещалось в СМИ, потому что Лукашенко о нем высказывался лично. Бакунчик высказывался. А як вы это ўспрымалі? Вы чыталі, вам прыносіў адвакат, напрыклад, паказваў гэтае выказванне Лукашэнкі ці Вакульчыка пра вас? Дело в том, что мне удавалось читать некоторые СМИ, Белгазета, потом Наша Нива. Там, у Томе? Да. Кое-что мне показывали адвокаты, распечатывали Тутбай, и я это видел. А высказывание Лукашенко на каком-то
мероприятие, где было много журналистов, дипломатов, и Романчук задал вопрос, я лично видел по телевизору. Гэты момант, якое пытанне ён задаў? Но Романчук задал вопрос относительно, зачем Муравьев сидит в тюрьме. И Лукашенко по этому поводу 12 минут комментировал. Это тады, калі ён сказаў, што я ему сказал, Да, что да. если он не выполнит условия, он сядет. Да. Ён вам казаў такое? Лукашенко вам казаў? Нет, такого не говорил. То бок это ён придумал. Нет, он придумал, это раз. Во-вторых, я же не самоубийца. Браться за проекты, реализация которых влечет лишение свободы. Як да вас ставіліся падчас следства, вось яшчэ да суда? Да вас было нейкае асаблівае стаўленне з боку, там, не ведаю, следчых органаў? В первый день следователь очень по-хамски продемонстрировал мне свое величие. Со словами, я не буду цитировать то хамство, но это звучало так: готовь бабки за свою свободу. То бок вас рыхтавалі да таго, што трэба будзе заплаціць? Я не мог понять, потому что когда я прочитал тот документ или постановление о задержании, то там был какой-то бред, и я даже не смог его понять. Как тот текст может соотноситься с понятием привлечения к уголовной ответственности. Я не увидел там преступлений. Вам прапанавалі пазней адкупіцца нейкім чынам? Канкрэтна і называлі, можа, лічбы? Звучали слова «придумай сам». Но придумай сам Сумму? преступление, придумай сам сумму. Но мне лично не озвучивалась сумма, потому что непосредственно собственность австрийских компаний так уже была практически экспроприирована незаконно. И я, скорее всего, и не мог выйти на свободу, пока не возникнет уверенность, что все необратимо. Окей. Але у вас была магчымасць, напрыклад, адкупіцца? Я ведаю прыклады, калі ў Беларусі бізнес затрымлівалі, што, праўда, не з шумам вас затрымалі адразу, падаўшы гэта ў СМІ, але затрымліваюць ціха, прапануюць адкупіцца, і калі ў іх ёсць грошы, яны выходзяць на свабоду ціха, спакойна. Калі няма, то далей уже даюць гэта ў СМІ. Я сам знаю таких людей, с некоторыми я поддерживал человеческие отношения, контакт. У меня такой возможности не было. Не было магчымасці Да, адкупіцца? потому что мои личные средства, средства моих партнеров, они были инвестированы в предприятие. И инвестированы огромные суммы. И заплатить еще и согласиться с экспроприацией твоего имущества было невозможно. Вы ведаеце, што Лукашенко казаў пазней, калі ўжо вас асудзілі, ён казаў, што ледзь Матавела вырвалі. Так, ён сказаў, ледзь Матавела вырвалі назад. Вось. Вырывалі? Вось тое, што адбылося з вами і з Матавела, гэта вырыванне? Я вообще не могу понять, как можно что-то вырывать, потому что в Беларуси можно забрать все, что угодно. Есть просто цивилизованное правило. Если зачем-то что-то очень хочется, забирай. Надо сесть за стол переговоров, согласовать условия. И все на этом. Но, скорее всего, мой арест был связан с нежеланием платить компенсацию. То бок, калі адбываецца нацыяналізацыя, дзяржава И забірае? национализации, то, естественно, одним из международных условий национализации либо экспроприации это выплата справедливой компенсации. Вот и все. Я думаю, што ў 23-м годзе вы ўжо чыталі пра гэта. У вас цэлы год фактычна. Зараз роўна недавно была та гадавіна, як вы выйшлі на волю, што пасля 20-го года ў Беларусі прымяненне фізічнай сілы да затрыманых асобаў это сталася ўвогуле нормай. То бок зараз ні следчыя органы, ні сілавікі пры затрыманні яны ўвогуле нават не хвалююцца, калі пабілі кагосьці. А як было ў 15-м годзе? Да вас прымянялі нейкую фізічную сілу? Применяли. Применяли в подвале КГБ.
с наручниками за спиной. Я получил какое-то количество ударов, угрозы. Мне стало известно, что я уже отсутствую среди живых, что меня куда-то сейчас отвезут, подвесят вниз головой и будут какое-то количество дней держать. Что братья мои получат по десятке, а дети мои никогда не узнают, куда бы камушек положить. Ну, вот так сказали вам. Да, да. А потом в процессе этого, значит, этой пытки мне был задан вопрос, сколько я готов заплатить за свою жизнь. Я попытался, не знаю, там шутку или как назвать какое-то количество миллионов. И услышал в ответ о том, что моя жизнь дороже стоит. Я не знаю, радоваться мне этому или нет. Ну, хорошо, что вот моя жизнь дорого стоит. Являюсь ли я в этот момент сломанным? Нет, не являюсь. Ну, власне, гэта і було питання. Ці тюрма вас зламала, ці зробила слабейшим, не ведаю, чоловіком. А што вам дазволіла захаваць сябе? Вось столькі гадоў у калоніі гэта сур'ёзны досвед жыццёвы. Але не кожны можа выйсці так і сказаць, што я наадварот радуюся больш там некаторым рэчам, і я жыву ў поўны рост. Што вам дазволіла праз гэтыя 8 гадоў захаваць сябе? Ну, вообще, первые дни в СИЗО такая адаптация. И я по ночам, если я понимал, что все, уснуть я не могу, и я потихонечку перечислял имена и думал о близких людях. И пока я их все перечислил раз 10, вроде как так и сон наступал. Конечно, вот это осознание того, что есть близкие, есть люди, с которыми ты очень сильно связан, оно очень, очень сильно помогает. В дополнение к этому я не очень понимал, а как бывает по-другому. Я не представляю, чтобы вот брать и плакать. Поэтому Чому плакаць? Не плакаць. как? Просто, не ведаю, падпарадкавацца цалкам тому, што адбываецца, свайму лёсу і паплыць. Ну, я видел такое, я не знаю, как это делается. В общем-то, я читал книжки, занимался спортом, активно участвовал в подготовке к процессам и делал все, чтобы сохраниться и в физическом, и в каком-то психологическом смысле. Ну, плюс я прочитал книг столько, сколько не прочитал предыдущие все годы. Колькі можете назваць? Ну, я делал недавно опись. Убрал, конечно, те, которые не являются каким-то очень важным. Ну, чуть больше 100, наверное, где-то 100-150. Некоторые прочитал несколько раз. Якая была самая любимая книга за гэты час? Ці самая цікавая, ці самая важная? Самое, наверное, цікавое на первое место себе поставил «Триумфальную арку» Марии Ремарка на немецком, потому что я не только прочитал ее несколько раз, я использовал ее как такой способ уходить. К примеру, когда идешь на промку, я вырывал главу из книги. Промка это... Давайте потлумачим нашим глядачам, что это такое. Промка – это промышленная территория. Это отдельно выгороженная территория в составе колонии, куда строем идут на работу. И туда нельзя брать книжек. Поэтому я вырывал главу, она не прощупывалась в кармане. И имел возможность ее читать. Это, конечно же, Фауст, Гёте. Я прочитал там «Время секонд-хенд» Светланы Алексеевич. Нават у турме, дзе вы яе ўзялі там? В лагере взял в библиотеке. У бібліятэцы, у лагеры ёсць такая книга? Есть такая книга. И еще напоследок ребята, которые заехали как раз после событий 2020 года, очень настойчиво порекомендовал мне один человек прочитать Юваль Ной Харари. Вот эти его 3 книги «Homo sapiens». Я взахлеб их прочитал. Они действительно такие очень интересный взгляд на историю, на мир.
Ведаеце, яшчэ да 2020 года мы з калегамі неяк узялі спіс ўсіх беларускіх бізнесоўцаў, там топ, ведаеце, публікуюць вельмі часта, там топ-20, топ-30. Вось, я ўжо не памятаю, які з гэтых топаў мы ўзялі, але вы там таксама былі, між іншага. Вось, і мы пачалі лічыць, колькі з гэтых бізнесменаў альбо сядзелі, альбо зараз сядзяць. І выйшла, што кожны трэці. Ну, недзе прыблізна так выходзіла у нас, што кожны трэці. Калі параўнаць гэта з любой краінай, ну, цывілізаванага свету, там, еўразвязу, напрыклад, ну, атрымліваецца нейкая вельмі дзіўная выснова, што наш беларускі топ-бізнес нейкі вельмі крымінальны, нейкія там адныя злачынцы. Вы можете патлумачыць, чаму так? Ну, во-первых, я сделаю немножко отступление. Я, когда готовился к восхождению на одну из вершин в Гималаях, узнал, что где-то к концу 60-х при попытке взойти на Эверест погиб каждый третий. А тут всего лишь в тюрьму попал. Але, ведаеце, нямецкія бізнесмени, якія спрабуюць зайсці на Алімп нямецкага бізнеса, не сядае кожны трэці ў турму, а беларускі чамусьці сядае. Значит, относительно очень многих ребят, кого я знаю, бизнесменов, они просто бизнесмены. И вообще-то бизнес – это созидательная деятельность. Причем не имеет значения какое-то. Производство, торговля. Это очень ценные люди люди-носители этих качеств, ценны для любого государства. Але чаму кожны трэці з іх альбо адседзеў, альбо сядзіць? Это политика существующих властей Беларуси. Она создает какой-то страх. И это некая форма кастрации бизнесменов от участия в общественной деятельности. Але гэта звязана з тым, што яны пачынаюць з грамадскай дзейнасцю займацца? Вас жа не за гэта хутчэй за ўсё? А чтобы не занимались. Чтобы даже у них, значит, не возникало устремлений по этому поводу. Я думаю, что это так. Вы сустракалі ў турме людзей з падобным лёсам, вось як у вас, бізнесмены, якія асуджаныя былі па эканамічных нейкіх артыкулах? Конечно. Ну, во-первых, и в СИЗО КГБ, и в СИЗО на Володарке я встречал очень много людей, связанных с бизнесом. Некоторым удалось пойти по пути выкупа самих себя. Кто-то получил сроки. Ну, так, чтобы получить максимальные сроки. Ну, я, наверное, один из рекордсменов. Вы цікавіліся палітыкай до 2015 года, з беларускай палітыкай, менавіта палітычнай сцэнай? Ну, я скорее был частью какой-то жизни общества в качестве общественного деятеля. Я 5 лет возглавлял Федерацию велосипедного спорта. То есть это уже некая форма общественной деятельности на границе с политической. Естественно, у меня не было каких-то политических целей и не было той группы, которую я представляю, для их достижения. Поэтому я не являлся участником политической жизни. Да, я знал о том, что что-то существует, но я не участвовал. Интересовался ровно настолько, насколько эта информация меня находила. Але вы былі ў Беларусі, там, умоўна, ў 2006 годзе, калі была плошча, разгон, калі выбары былі, і пасля выбараў, я памятаю, Менск 2006 у дзень выбараў, як быццам вымерла просто, нікога няма на вуліцах. 2010 год, калі кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турмах, таксама іх затрымалі, пасадзілі. Ну, то бок, не заўважаць гэта было б немагчыма. Як вы тады чыталі гэтыя навіны, як вы гэта ўспрымалі? Игорь, я, наверное, не принял этого близко к сердцу. Але чаму? Не знаю. Гэта краіна, у якой вы жывеце, у якую вы ўклалі грошы. Нават, калі адкінуць такі момант, я рэзідэнт Аўстрыі, я аўстрыйскі інвестар, вы далей грамадзянін Беларусі пры гэтым, і вы інвестуеце грошы, а любыя такія палітычныя моманты звязаныя з пэўнымі рызыкамі для вас, як для бізнесмена і інвестара. Любыя палітычныя нейкія, не ведаю, там, замешальніцтвы ў краіне, любыя палітычныя нейкія там пратэсты, яшчэ штосьці, гэта рызыка для бізнеса таксама. То бок,
Ну, мне здаецца, вас это мусіла неяк цікавіць. Ну, наверное, естественно, я, как любой бизнесмен, должен оценивать ту среду, где я действую, строить прогнозы, оценивать риски и действовать сообразно этому. Я не знаю, вероятно, тому, что я начал бизнес в условиях 90-х годов, риски были всегда. Причем они были и не только политические. То есть риск потерять активы, жизнь, здоровье в 90-х не были связаны с политикой. И я действовал. То есть я понимал, что есть риски, но я действую. Я считаю, что смогу на них реагировать. Появление политических рисков не меняло ничего по сути. Да, я понимал, что есть риски. И я считал, что в случае, если они будут как-то себя проявлять, я буду способен действовать. А чем отличается риск политический, риск репрессий со стороны государственных институтов от того бандитизма или там рэкета или еще чего-то, что было с 90-х годов? Это все риски. У 2020-м, калі у Беларусі былі найбольшыя пратэсты вулічныя ў гісторыі нашай краіны, до вас доходила информация про то, что отбывается на улицах белорусских городов? Конечно, доходило. Евроньюз запретили только в ноябре. У колонии у вас было Евроньюз. Вы глядели Евроньюз. Мы смотрели Евроньюз, включали. Вот. Поэтому, в общем-то, очень много было видно. Я, конечно, тоже связывал возможные перемены со своей судьбой. Потому что я был абсолютно уверен, что в случае этих перемен я выйду на свободу и вернусь к жизни, к своей профессиональной деятельности, потому что это очевидно. А потом все запретили. А мне единственное удалось подписаться на очень интересную газету «Москва Deutsche Zeitung». Московская немецкая газета. Это такой печатный орган при посольстве Германии. И хоть он печатается под очень жестким взглядом дипломатов, но хоть что-то можно было прочесть. Ну, вы в советские часы жили, вы умеете читать поміж радками. Вы знакомые с Виктором Бабарыком с 1992 года. Калі у 20-м годзе, будучы ў калоніі, вы даведаліся, што ён на прэзідэнта збіраецца ісці. Як вы до гэтага поставились? Ну, во-первых, я о том, что он собирается идти в президенты, уже доведался много раньше. Я в какой-то газете прочитал его интервью один раз. И где-то, наверное, в 2019 году я прочитал его интервью о бизнесе. Интервью достаточно профессиональное. И кто-то рядом со мной на нарах был, и я сказал простую фразу: «Витя идет в президенты». Что вы подумали? Вы как человек так само с бизнеса белорусского? Опять ошибся в прогнозах. То есть я думал, что перемены произойдут. Вы подумали, что у его есть шанс выиграть? Да, я так подумал. Мало того, те, кто окружали меня в колонии, включая, кстати, администрацию, подумали точно так же. Адразу, як пачаліся пратэсты, пэўна, яшчэ да іх, магчыма, траплялі да вас палітычныя ў калонію? Вы сустракаліся, перасякаліся з такімі людзьмі? Конечно. Як вы да іх ставіліся? Як ввогуле ў калоніі да іх ставіліся? У меня вообще с ними были очень хорошие отношения, и мы много общались. Хотя это, в общем-то, могло постоянно вызывать со стороны администрации какие-то замечания. Але ведаеце, які умовы створаны, напрыклад, вось зараз мы да вас ехалі, і з'явілася інфармацыя Насты Дашкевіч адносна Дмітра Дашкевіча, актывіста беларускага такого, і што ён паўгады ў штрафным ізалятары, яго марозяць, там настолькі холодна, што ён і піша, што яму прыходзіцца па 8 разоў уначы ўставаць і рабіць зарядку, іначе не можа проста сагрэцца. Забіраюць матрасы, падушкі ў палітычных, няма магчымасці перапіскі.
Мы не ведаем ужо амаль што год, што з Міколам Статкевічам, напрыклад, з Паўлам Северынцам. Пра гэтых людзей нічога не вядома. Іх ізалявалі цалкам. То бок для палітычных створаны проста кашмарныя ўмовы. Гэтых людзей катуюць фактычна ў турмах. І забіваюць некаторых, забіваюць. Игорь, я в это верю. Когда я выезжал в 22 году в августе, этого еще я не видел. Ту информацию, которую я получаю, я верю, что да, такое может быть. Это ужасно. Як у вас меркаванне адносна вайны Расіі супраць Украіны? Як вы, калі пачулі, што адбыўся гэты напад, як вы ўспрымалі? Не ведаю, хто вам бліжэй у гэтым канфлікце. В смысле, кто ближе? Ну, ведаеце, вельмі па-рознаму. У Беларусі ёсць людзі, якія лічаць, што гэта абсалютна справядлівая вайна і што Расія мае права напасці на Украіну, забраць частку тэрыторый, што там фашысцкі рэжым у Кіеве сядзіць. Ну, давайте так. Для меня это огромная трагедия людей. Тех, в отношении которых вот это все творится. Тех, кто вынужден, ну, во-первых, в первую очередь, конечно, тех, кто теряет жизнь, здоровье, близких, вынужденно покидает свои дома. Это трагедия. Я не могу к этому относиться иначе. Среди моих близких, друзей есть украинцев, много украинцев. Я догадываюсь, кто занимает другую позицию. И стараюсь аккуратно дистанцироваться в зависимости от ситуации. Но это огромная трагедия. Ну, але ведаеце, трагедыя, гінуць людзі, але я часамі чую такую пазіцыю. Гэта трагедыя для абодвух бакоў, таму што і з таго боку гінуць людзі, так? Але давайте будзем шчырымі. Для каго была трагедыя, калі, не ведаю, гітлераўскія войскі, там же таксама гінулі, так? Фашысты, якія напалі умоўна там на Савецкі Саюз, яны таксама гінулі. Дык што нам спачуваць тым, хто прыйшоў і напаў на іншую краіну? Для вас ўсё ж такі адназначна у гэтым канфлікце ёсць бок, які нападае, і бок, які абараняецца? Ці ж очевидно, что Россия напала на Украину. Ну, вы гэта не агучылі. Вы не сказали гэтага слова. Ну, как это? Вы сказали, что гэта трагедыя. Это очевидно, Россия напала на Украину. Гэта справядлівая вайна? Это преступная война. Калі ў СМІ пісалі пра вашае затрыманне, гучаў такі момант, што вы вылеталі ў Вену і вас затрымалі ў аэрапорце падчас фактычна вылету. Гэта праўда? Я чаму пытаюся? Таму што вельмі часта беларускія, ну, скажем так, афіцыйныя крыніцы, назовем их так, хутчэй прапагандысцкія, падаюць, што затрыманы быў той ці іншы бізнесмен пры спробе уцячы, з'ехаць, выехаць, Чыж 200 км на гадзіну ехаў у бок літоўскай мяжы. Вы вылеталі там у Аўстрыю. Ну, во-первых, я не мог бежать из Беларуси, потому что я мог возвращаться домой в Австрию. Но в этом случае я как раз-то прилетел. Прилетел в Минск на переговоры. И я надеялся, что все-таки удастся довести положение вещей до какого-то разумного состояния, потому что уже были очень агрессивные действия реализованы. Я принял участие в совещании в Мингорисполкоме. Были представители комитета госконтроля во главе с Анфимовым, Шорец, мэр Минска во главе с своей делегацией. И мне Анфимов сказал о том, что за то, что он натворил, ему президент снимет голову. За то, что вы натворили? Нет, за то, что он натворил, потому что мне выдвигались какие-то претензии, и абсолютно голословные. Вот. На Мотовило было грубое вмешательство государства в управление. И это делало невозможным выполнять
мою работу. Мне Анфимов предложил прямо на этом совещании о том, что давайте сделаем так, что контрольный пакет будет у государства, а вы продолжите управлять мотовелом. Это як? А вот я ему сказал, это как? Потому что тот, у кого контрольный пакет, тот и должен принять решение, относящееся к исключительной компетенции собственников. Я-то тут зачем нужен? Берите, управляйте. Он говорит, а что вы предлагаете? Я предлагаю восстановить полноценное управление предприятием и, в общем-то, продолжать его развивать. Но мы договорились, что я подготовлю письмо. Оно было подготовлено на следующий день или в понедельник, я не помню. Ко мне приехал сотрудник. Я подписал эти письма. Письма приехали в горосполком и в комитет госконтроля. А в 7 часов за мной заехали домой. І як це відбулося? Це бок жорстко ніяк? Нет, был звонок в дверь. Вот, я открыл дверь, сошли. Вот. Что-то там мне объясняли. Куда-то звонили. Потом начали обыск. Вызвали понятых. Закончили обыск. Подписали бумажки. И задали мне вопрос, в наручниках я пойду или буду вести себя, значит, не побегу. Я сказал, я не побегу. Посадили в микроавтобус и увезли в КГБ. Никакого аэропорта, никакой погони не было. Спадар Александр, што гэта за месца, куды вы нас прывялі? Игорь, мы в горах в Арабских Эмиратах, которые для большинства людей ассоциируются с пустыней, пляжем, бассейном, небоскребами. Но это место, оно также популярно здесь. И здесь огромный горный массив, самая высокая гора, 1400 с чем-то метров. Там есть великолепный панорамный ресторан с очень красивыми видами. Здесь сотни, если не тысячи троп, маршрутов, которые утверждены и которые проверены профессиональными альпинистами. Они разной степени сложности, от простых прогулочных до средних и до тех, в которых нужны определенные навыки скалолазания. Когда я узнал об этом месте, то я сейчас стараюсь здесь хотя бы раз в неделю появляться. Это здорово выехать из городского этого капкана, 3,5-4 часа прогуляться, пролазаться. Ведаеце, калі я рыхтаваўся да гэтага інтэрв'ю, і мы з камандай шукалі розную інфармацыю пра вас, то пра вашае прыватнае жыццё амаль што нічога немагчыма знайсці. Вы ніколі нікому не давалі інтэрв'ю адносна таго, чым вы жывеце, дзе вы выраслі, як вы выхаваліся і так далей. З чым гэта звязана? Чаму вы толькі прафесійныя давалі нейкія каментары прэсе і ніколі не распавядалі пра сваё ўласнае жыццё? Здесь все очень просто и понятно. С 22 лет я занялся бизнесом. И как и в спорте, кстати, все мои устремления, энергии были посвящены достижению тех результатов, которые я перед собой ставил. И в том числе мой образ не представлял никакой ценности для того, чтобы лучше продавать, лучше производить. Тогда в этом не было никакой необходимости. А когда я профессионально уже продавал товары, так называемые B2C, то есть товары для людей, то там точно мой образ был не нужен. Потому что для велосипеда был один образ, для банки с бутылкой другой, для мотоциклов третий. И в этом не было никакой необходимости. Сегодня в этом необходимость есть. Те цели, которые перед собой ставлю, они предполагают необходимость мне рассказать, кто я такой. Потому что слишком много либо лжи, либо какой-то недостоверности о себе я услышал. И мне хочется это исправить. Давайте выпраўляць. Распавядзіце, з якой вы сям'і, хто вашыя бацькі, дзе вы выраслі? Я родился в 1966 году, 11 сентября, в городе Минск. В
вторым в семье. У меня есть старший брат Андрей. Наша мама, папа – замечательные люди. Папе светлая память, он не дождался меня. А мама с нами. Мама инженер, папа конструктор-инженер. Когда я родился, мы жили на улице Брилевская в городе Минск. Там недалеко гостиница «Спутник», который в последующем, в 92 году, был мой первый офис. Там занимал целый этаж. У нас замечательные родители, у нас интересная семья. У меня в 73 году появился младший брат, нас трое. Сергій, так? Сергей, да. Выросли мы на улице Надеждинская. Але які у вас відносини були ось з братами, наприклад? Ви з ними у таких були в острих відносинах, чи ви сябравали в дитинстві? То, что касается Андрея, то, естественно, мы могли ругаться, мы могли драться, но если, не дай бог, кто-то пытался значит, меня там, значит, огорчить, то первый, кто за меня заступался, это был Андрей. Де ви вчилися у Мінську? І добре ви вчилися, чи так собі? Значит, я пошел в первый класс в 15-ю школу на Маяковского, но через 2 года меня каким-то образом увидели, разглядели, и я попал в спецшколу по плаванию. Я не помню точно номер, там 44-я. Она как раз входила в состав, даже не столько в состав, сколько она была привязана к бассейну «Волна», который был собственностью Мотовела. Отак Мотовела у ваше життя вирвалося ще в дитинстві. Да, и я учился 2 года в этой спецшколе, тренировался, занимался плаванием. 1 год это был такой подготовительный. Но потом мои планы спортивные родители посчитали ненужными, потому что в бассейне тогда было очень много хлорки, очков не было, глаза постоянно красные. И, в общем-то, моя спортивная карьера как пловца, она на этом завершилась. Но при этом плавание в моей жизни всегда. И даже сейчас в Дубае я плаваю каждый день. Я плаваю очень хорошо. Я вернулся в обычную школу, но ненадолго. В возрасте 13 лет меня выбрал в качестве своего ученика Блиняев Александр Викторович. Очень известный в спортивной среде человек. Легендарный десятиборец своего времени. В последующем тренер с большой буквы, который вырастил мастеров. И я был одним из первых его учеников, который остался с ним. Тренировался у него 10 лет. С 16 до 18, лет, конечно, я учился в интернате. Республиканском интернате Олимпийского резерва, который я и закончил. По складу ума я технарь. И мне, скорее технарь, хотя 5 по литературе, значит, у меня было. Я школу закончил с каким-то количеством 4. Мне очень легко давалась математика. Вообще все точные науки. И это было большим удивлением для моих родителей, что после школы я с перерывом, даже без перерыва, я поступил в Институт физической культуры и спорта. Потому что вся семья у нас конструктора-инженеры, включая старшего брата и младшего. А я тренер по легкой атлетике. Був який конфлікт з батьками? Тата, наприклад, казав, куди ж... Не-не-не, в этом смысле родители молодцы. То есть они понимали, что наступил тот момент, когда нужно детям говорить: поступай, как считаешь нужным. В этом смысле все в порядке. Демократичні були. Да, да. І фактично ви займалися спортом професійно, так? Тобто для вас Да. спорт став якби головною справою життя у повному. До возраста 22 года. А при том, что десятиборье как вид спорта это спорт взрослый. И на тот момент основные результаты показывали 25-35. То есть практически до настоящего большого взрослого спорта я не дошел. Так чому ми не побачили тоді олімпійця Олександра Муравйова, який їздив би і представляв Білорусь на Олімпіадах? В последующем на наших встречах мы старались с моим тренером как минимум несколько раз в год встречаться. Он постоянно задавал мне тот же вопрос: Саша, почему это не произошло? Я же делал такие ставки на тебя. Но это не произошло.
Что было точной причиной, я сейчас бы не сказал, но было какое-то количество событий, которые этому предшествовали. Во-первых, я попал не в ту армию. Меня сначала загрузили в автобус, который шел в Афганистан, или, может быть, куда-нибудь еще. А потом выгрузили всех с этого автобуса, и меня отправили домой. То есть успели оформить какие-то документы. А в последующем меня опять отправили не туда. И 8 месяцев тренировок не было. Естественно, вернуться после 8-месячного перерыва нужно время. Але мається на увазі, вас забрали у войска після університету уже? 84-86. Как раз самое такое время Афганистана. И в 86 году я вернулся, я начал очень усердно тренироваться. Попал в больницу с воспалением легких от переусердия. Потом опять вернулся. Я очень четко помню соревнования в Беларуси, когда на команду стартера, на старт, я понял, что я не хочу. И все. То есть вот весь запал, который был во мне 10 лет, вся злость, и как раз ее не стало. Я пробежал 100 метров, прыгнул в длину, толкнул ядро, подошел к тренеру и показал знак руками вот этот. Хлопець. Все. Он посмотрел на меня и глазами показал мне, что да. Окей. Этот день я очень хорошо помню. І що було далі? У вас цілий період життя. Ви розумієте, що ви збираєтеся займатися спортом, скончили інститут спорту, так, інститут фізичної культури. І тут раз, і життя скончується. І що далі? Это катастрофа была. Соревнования проходили в стайках. Я вернулся домой и понимал, что все цели, под которые все было понятно, логично, надо тренироваться, надо учиться, надо стать спортсменом, потом стать великим тренером или великим деятелем. Я понял, что я не выполнил первый норматив. А впереди еще 2 года института. Зачем в этот институт ходить? Это раз. И второй, конечно, будучи спортсменом, какие-то талоны на питание выдавали. Пускай там 4 рубля в день, когда 3, когда 5. И это какие-то карманные деньги, и какая-то, ну, во-первых, не только степень свободы, но и ты понимаешь, что ты снимаешь нагрузку с родителей. И я понял, что все, надо что-то придумывать. Я достал швейную машинку из подвала, разобранную. Я помню тот день, когда папа ее пытался электрифицировать. И там разлетелись какие-то детали. Ему это занятие не понравилось. Вот. Я эту машинку собрал, восстановил. Сломанные детали мне мой старший брат как-то там приварил. Нехватающие я где-то нашел. Я ее отремонтировал. И пошил спортивные трусы «Адидас» из отцовской нейлоновой рубашки. Причем, так как у меня были выкройки, ну, в смысле, я мог делать копию из других настоящих, то я сделал тоже настоящее. Але пачакайце, я не зусім розумію. Калі чалавек ніколі ў жыцці не займаўся, вот я сёння, я б калі б узяў нейкую выкройку нават, я нават не ведаю, ці я б змог штосьці зрабіць. Вы хіба што штосьці не дагаворваеце, і раней вы гэтым уже займаліся? Ну, то, что касается швейной машинки, я это делал первый раз. Ага. Я там умудрялся, какая-то была, я не помню, как называется, там, вязальная такая рама, там, какую-то себе кофту связать. А мама там помогала что-то пришить. Але навошта вам гэта было? Вы гэта рабілі таму, што не маглі сабе дазволіць купіць? Две причины были точно. Первая, конечно, у нас семья не была богатой. И вторая, в магазинах то, что можно было купить, это носили все. И это вызывало какое-то такое неприятное чувство. Хотел что-то такое уникальное. И тогда же появились журналы с выкройками, бурда. И вот эта вот мода появилась. Потому что люди, которые хоть что-то шили дома, они одевались как-то выразительней. Даже если они делали из тканей для простыней и пододеяльников. Те, кто покупали советскую одежду в магазине, они, наверное, шли по улицам, как сегодня, скорее всего, в Северной Корее ходят. И то вряд ли уже.
Поэтому я пошил трусы Adidas для... Где взяли эту гумку адидасовскую? Раньше на кроссовках вот здесь вот была такая настоящая лейбл Adidas и прошитый. То есть не шелкография, а вышивка. Естественно, если его отпороть и пришить к трусам, то они настоящие становятся. Ну, как минимум, лейбл у них настоящий. Ткань тогда, я не знаю, откуда-то появились эти нейлоновые рубашки, из Венгрии или откуда-то. Но там хорошая ткань. Вот. Ну, единственное, с кантиками пришлось повозиться. Потому что как-то все делать надо было. Но я их продал за $25. Где вы их продали за $25? Это спортсменам. Учитывая, что они все меня знали, значит, Який это был год? это был 88-й. Але $25 тоді это было... Это Ну, по-перше, в долларах не мерили? Не, тогда мерили, потому что все, что касается спортивного сообщества, очень многие ездили на соревнования за пределы Советского Союза, и они ориентировались в долларах, они понимали, что там доллары стоят $6, 6 или $3, значит, А в Советском Союзе в Советском Союзе джинсы можно было продать за $150-200. То есть все в долларах ориентировались очень хорошо. Поэтому трусы Adidas стоили $25. Я помню, в стайке заехал, там, кому-то из приятелей показал, он говорит: Саня, хочу, это, говорит, настоящий. Я говорю: конечно, настоящий. Тут же, значит, собралась... Подманули? Ну, конечно. Так вот, относительно обмана и этих трусов. Значит, там целая делегация собралась. Почти все легкоатлеты, они все знатоки. У половины есть такие трусы. Значит, и они поэтому занимают более высокую иерархию в спорте. У тех, у кого нет таких трусов, они в хлопчатобумажных советских трусах, значит, у них ниже иерархия. Это сразу в глаза бросается. Поэтому вопрос трусов – это был вопрос в том числе такого социального ранжирования, спортивного статуса. Естественно, все, значит, исследовали эти трусы, и никто не сумел, значит, прийти к выводу о том, что они не настоящие. Так как я потом пошил трусы еще штук 10, то я раскрыл секрет о том, что это я делаю сам. Я уже тогда закончил спортивную карьеру. И мало того, что я его раскрыл, я больше не смог пошить эти трусы, потому что рубашки закончили. Я нашел у кого-то из знакомых тоже такие рубашки. Их никто не носил, потому что они были очень, как рубашки такие вот. В них был лоск, но при этом ткань не мялась. Она идеально подходила для... Одному там, своему приятелю, десятиборцу, я пошил из рубашки цвета хаки. Такие зеленые, такие настоящие. Хотя они вроде не спортивный цвет, но рубашек больше не было. Поэтому этот обман длился недолго, пару дней. Перший ваш буйный фактично бизнес, так, это вопратка. Да, причем я расскажу еще одну историю, значит, они такие интересные. Значит, как-то вот в тот же период, когда я шил трусы Adidas, или перед непосредственно, мне мама дала 60 рублей, потому что начиналась осень и было холодно. Надо было купить какую-то одежду. Я пошел в магазин, купил куртку, причем это был дефицит, венгерская куртка в буме. Я утром, когда поехал в институт в этой куртке, я понял, что купил ее не один я. Треть автобуса было в этих куртках. Я подарил эту куртку своему младшему брату. И понял, что я не перезимую. И в этот же день я встретил своего приятеля Юру Савина. А он предложил заехать по пути в магазин ткани. И купил несколько рулонов ткани, которые используются даже не для постельного белья, а насыпочные, то есть которые используются под постельное белье. И рассказал мне тайну о том, что он такой стильный, так стильно одевается, потому что он из этого всего шьет куртки. Он мне рассказал, показал, как шить куртку. Я купил себе тоже ткани и пошел себе модную итальянскую куртку. Модную итальянскую, окей. Вот. Итальянскую белорусскую куртку. Лейбл я пришил, потому что он мне его дал. Он тогда шил куртки под брендом Сава, по-моему. И, в общем-то, через какое-то время я договорился шить ему подкладки, но он очень медленно шил куртки.
поэтому он доверил мне шить карманы. И все равно он медленно шил куртки, и поэтому я шил подкладки, карманы и какое-то количество курток. Цена, кстати, была очень хорошая, я начал зарабатывать большие деньги. Вот. И вот с этого... А где их продавали? Во всех комиссионных, потом на Комаровке. Причем очень много спортсменов, пятиборцев, подряжал, пятиборцев, пловцов, с которыми я еще в одном классе плавал. Они подряжались, им нравилось на рынке стоять. Стоять, торговать, продавать. Поэтому вот тут на Комаровке спортсмены везде, это там они продавали наши куртки в том числе. Причем самое интересное, кооператоры, которые шили из плащевой ткани, соблюдая советские ГОСТы, они шили куртки с затратами в $50, продавали их по 60. Мы шили из того, что, значит, не соответствует ГОСТам, но при этом позволяло делать действительно уникальную, интересную одежду с затратами в $10, продавали за 180. Это заслуга была Юры, потому что вот он чувствовал стиль, чувствовал моду. А я был такой автократ. Я знал, как повысить производительность труда. Поэтому первые заработанные деньги я использовал на покупку промышленного оборудования. Нанял первых надомников. Мы разошлись с ним на какое-то время. И через год масштаб производства у меня был в десятки раз больше, чем у него. Но он был стильный производитель одежды, а я давал вал. И мы с ним объединились. И в 1992 году, 25 августа, мы зарегистрировали малое предприятие U&A или ЮА. Только в последующем я узнал, что эта же аббревиатура используется Украиной. И 25 августа является днем основания компании. Вашей первой компании. Да, и она в последующем, так как я был участником больше, чем на 50%, то практически она же является компанией, на основе которой работает компания сегодня. Серьезно, есть переемность такая? Конечно. Но если пока я живой, пока в компании, в работе компании участвуют те люди, которые были в том числе в 90-х годах, она может просто менять масштаб, она может менять направление деятельности. Но сама компания, это юрлицо и пачка уставов, это не есть компания. Компания – это некая общность людей, объединенная, которые действуют совместно. Просто в 1997 году произошел ребрендинг компании, и она получила название АТЭК. Але вы куртки шили и далее, так? То бок вы робили куртки 92 год, а далее что было? Значит, в 1993-1994 году так получилось, что это был первый корпоративный кризис. И я бросил свои силы на нахождение каких-то решений по зарабатыванию денег другим способом. А Юра остался управлять бизнесом по производству одежды. Я заработал денег другим способом на рынке нефтепродуктов, зерна, металлов. Пачакайце. Вы спачатку рабілі кішэні і падкладкі для куртак, шылі нейкую колькасць куртак. Карманы. Кішэні, так? Точно. І тут раз вы пачынаеце гандляваць нафтай. Штосьці тут недзе прапушчаны нейкі момант ёсць. Значит, во-первых, после карманов было 3 фабрики, на которых работало, наверное, в общей сложности 1000 человек. 1000 человек? Были коллекции, показы мод, участие в этой отрасли кооперативной такой. И с одной стороны, это было не мое. Это было Юрина, да. А мое, как каждый раз, когда я встречался в какой-то компании тогда, и люди, которые там присутствовали, кто-то занимался металлом, кто-то банком, кто-то торговал нефтью. А я говорил, у меня тут вот швейные машинки, но это как бы вроде было не взрослое занятие. С одной стороны. С другой появился финансовый первый кризис, который предполагал, что тот масштаб бизнеса и те возможности, которые есть, они никак не сопоставимы со спасением компании. И я пошел ее спасать. Придумал какую-то сделку с зерном, какую-то финансовую сделку. И пока я потом с австрийской компанией «Фестальпина»
я помог им разрешить проблемы с расчетами в Беларуси и стал их официальным представителем в Беларуси. Была некая австрийская компания, якая вы консультовали, звернулася Да, до я вас? не столько я практически стал их торговым представителем на территории Беларуси. Потом я расширил это партнерство до еще 3-4 немецких компаний. И таким образом я заработал столько, что швейный бизнес был спасен. Ну, процесс спасения мне уже нравился намного больше. Ага. Гендлевать вам подобалось уже более. Да. Поэтому Юра остался управлять швейным бизнесом. Вот. Насколько я понимаю, там успеха на том этапе уже у него не было, но меня это не сильно беспокоило. Я уже занимался совсем другим делом. Але свой першы мільён вы зарабілі там? Прыватна ваш мільён, не на ратаванні Значит, кампаніі. первый миллион это ж производство одежды. Яшчэ там. Да. Ведаеце, ёсць такая фраза, я вам могу сказаць, як я зарабіў свой кожны мільён, акрамя першага. То бок, это не ваш вариант. Нет, там есть то, о чем я об этом интервью тоже не стал рассказывать. Нет, так давайте, это самое цікавое. Не, ну тогда же вообще, я как помню первый раз, когда мне кто-то объяснял, что такое банковский перевод. И ну, это как-то люди, зачем? Значит, это как так сложно, когда можно все в чемодане перевести и рассчитаться. Потому что это, наличные деньги. Естественно, банковский перевод, какая-то бухгалтер какую-то платежку печатает, она куда-то едет, эти платежки в банк отводит. Через какое-то время... Это, то есть была такая Але вы смесь... платили податки некие, штосьці? Ці тады было дикое поле? Ну, это было все подряд. И платил, конечно, платил. Конечно, я думаю, а как может деловой человек сказать, что нет? Я всегда платил, плачу сейчас. Особенно в Арабских Эмиратах это легко делать, потому что они тут ноль пока. Ну, появились, правда, для некоторых видов деятельности. И буду платить всегда. Вопрос в том, что тут был период, когда никто не знал, как их считать. Угу. Инструкций было недостаточно, поэтому как получалось... Давали тысячи особо працу, и то, и добра, так? Да. А 1000 человек получило работу. Вот. І гэта і ёсць той перыяд, у які вы з'язджаеце з Беларусі ці не? Ці вы яшчэ застаецеся? Бо я памятаю, у вас нейкая кампанія яшчэ ў Расіі з'явілася напрыканцы В 90-х. 1997 году я понимал, что международная торговля, международные финансы, они возможны только если компания шире границ одной страны. И надо научиться жить, работать, делать бизнес в большем количестве стран. Следующей страной была Россия, очевидно. Я приехал в Москву в 1997 году, зарегистрировал там компанию. Кстати, произошел ребрендинг, потому что она уже регистрировалась сначала как ЮА и перерегистрирована через год как АТЭК. Давайте яшчэ на секундачку на пачатак 90-х вернемся. Вы казалі па-за камерай, што з Вікторам Бабарыкам вы пазнаёміліся яшчэ ў 92-м годзе. Вы недзе там перасякаліся. Гэта той перыяд, калі вы заводзілі вось гэтыя такія першыя важныя для вас знаёмствы, бізнес-знаёмствы і сабіралі людзей? Ну, Витя Бабарика тогда был в банке «Олимп». Возглавлял его Валера Селявко. И это был как раз тот период, когда сформировались знакомства, то есть люди, которые объявили себя участниками предпринимательского цеха, они знакомились не только потому, что вот надо что-то купить, продать или решить какую-то задачу, но это было некое такое принюхивание. Цікаве слово. Ты кто? Я банкир, ух ты. А ты кто? А я зерно продаю, вот это да. Или, а вы кто? А мы нефтью торгуем. То есть, причем у меня же очень многие мои однокашники и институтовские, и интернатовские, они все каким-то образом, значит, вошли в этот цех. Некоторые вошли как бизнесмены, некоторые как лоббисты, потому что там олимпийские чемпионы, чемпионы мира, их основной актив это доступ к властям ЦК КПСС, бывшим. То есть вот эти связи, это попасть на поток товаров, это то преимущество, которое у них возникало. Силовые спортсмены, там, боксеры, борцы, у них, они тут же как-то объединились, взяли себе в команду гимнастов, акробатов, начали на перске катать. Там бандитизмом на дорогах заниматься, как в этих песнях. Мы бывшие спортсмены,
а ныне рыкать смены. Вельмі цікавы час, тому што вы так кажаце. Яны сябе абвяшчалі, што яны штосьці робяць, а не вы кажаце, што яны штосьці рабілі. Ну, зараз... Ну, они пытались, потому что это было такое количество лоховства, некомпетентности во всем. В словах, в делах. В общем, все собирались, делились между собой там, какими-то знаниями, которые кто-то получил как лучше, как хуже. То есть было довольно интересное время. Мы с вами спыніліся кампанія ў Расіі. Вы ее зарегистрировали, она называется АТЭК. В Москве, кстати, очень интересный такой эпизод. Я когда приехал в Москву, то моя первая легализация в Москве была от имени компании Фёсtalpine Intentrending Австрия. Ага, то бок С той, с которой у меня отношения уже были с 1994 года. И мне нужно было снять квартиру, мне нужно было арендовать офис. И, в общем-то, я это все сделал вместе с ними от их имени. То есть мой первый приезд в Россию был как австриец. И только после того, как я аккредитовал уже представительство предприятия ЮА, я уже тогда провел переоформление. И ЮА потом сменил название на АТЭК. И в какой-то момент все, бизнес пошел в России очень интересно. Чем вы занимались? Я просто взял те продукты, с которыми уже были знания и опыт работы в Беларуси, перевел какое-то количество людей в московский офис, добавил туда россиян и просто повторил. Что это были за продукты? Это были аминокислоты, белки, зерно, нефтепродукты, средства защиты растений. То есть такой чистый... Сельскохозяйственная такая Да. И металл. В общем-то, ну, так как еще эта компания могла очень эффективно работать с белорусским офисом, это давало хороший эффект. Потому что не было рисков ни расчетов, ни поставки, потому что сначала две компании, которые имели одного акционера, они взаимодействовали быстро на элементах без риска. Это было очень важно. В условиях девальвации и национальных валют, и смены законодательства, они хорошо реагировали. И были заработаны очень хорошие деньги. Кризис 98 года я прожил достаточно легко. И потом у меня наступил какой-то момент депрессии. Я понял, что вот так всю жизнь я уже не хочу. Просто продавать. Продавать. Я хочу на вопрос, что ты делаешь, ответить что-нибудь такое, сам себе как минимум, что будет вызывать какой-то... Вы кажете, вы заробили дастаткова, вам просто было сумно. Але у вас... Вы себе неяк радовали у той перыяд? Машины, дома, не ведаю, нейкія поездки по ўсім свеце. З чым вы займаліся? Вось вы зарабляеце вялікія грошы, так? У 90-х это было складана наволі. Ну, конечно, машины были, потому что жили бедно в тот час. Машину я купил первую в 88 году или 89-м. Мало того, я купил машину, не умея ездить, без прав, проехал весь Советский Союз из Узбекистана. Так мне захотелось ее купить. Первая машина моя была «Жигули» 3-й модели. Потом в 92-м году я, или 93-м, купил уже «Опель Омегу». Это было очень серьезно. Вот, На той момент шикарная. Да, потом у меня машина. был период, было Audi A100, и в 96-м году я уже купил себе новую Audi A6. З салона? Да. Тады яшчэ А6 не было, хіба што А6. 96 Была это... Яна таксама сотка была, просто што яна ў варыянце А6 такая была. Ну, я не знаю, но она... Не вось гэтая, не яйка яшчэ. Не, яйка, вот такая вот. Это вот она только вышла, и вот это были первые поставки в Беларусь. А потом у меня даже был в Москве, в 98 году трофейный Мерседес 600-й лонг, черный. Это был вообще обязательный атрибут. Новый русский. Должен был ездить на такой машине. Машина, кстати, мне Вы не себя очень. отчували новым русским? Ну, и тогда же вот был такой период, когда, значит, малиновые пиджаки уже вроде закончились, и появились новые, более такие утонченные признаки отличия. Вот. Я не знаю, кем я себя отчувал, но ездил на 600-м Мерседесе. Ну, все ж таки Кем я был, я не знаю. было крыху. Да. Вот. Естественно, там, но для меня не было чем-то там первоочередным вопрос домов и все остальное. Я жил в Москве в деловом центре Хамеровском.
Была великолепная квартира, кафе, рестораны, спортзал, бассейн. И в соседнем корпусе офис. Меня это очень, очень подходило. Що вас радувало? Ось у кожного чоловіка є речі, які його радують. Когось подорожі. Я так утрирував, коли казав машини, доми. Но это отдельная Семья, радость. это- Семья, да, поэтому она всегда стоит как ответ на этот вопрос первый, а потом все остальное. Спорт обязательно. Исследование Москвы для меня, изучение Москвы, изучение мира, делового мира. Я очень много ездил. Вообще, в моей биографии 56 стран и 178 городов, про которые я могу что-то рассказать, что я там делал. Этот список себе составил. Ну, правда, в таких своеобразных обстоятельствах, когда была возможность никуда не торопиться, значит, и сидеть и вспоминать. Я его записал, и он у меня здесь хранится. 56 стран это немало. Вот. В числе моих там, деловых, торговых партнеров, консультантов. И я основал у себя департамент развития, который должен был делать все, что угодно, но принести мне такую идею, которая меня увлечет. И возглавил ее Александр Слуцкий, он в последующем в компании был до 2015 года. И он занимался тем, что вел какие-то переговоры, что-то общался, приносил мне какие-то расчеты, какие-то идеи, носил их года 2. Пока я случайно не оказался на Елизово. На Елизово. Да. Он такой был мрачный весь, такой темный. Там нельзя было понять, что это стекольный завод, потому что это, скорее всего, какой-то брошенный автобаза какая-то. Я понял, что это мое. Так, У вас не було періоду, коли ви виїхали в Австрію, жили там і вернулися? Бо Вот это- зараз ви про його не розказали. пропустил, да. Значит, точно пропустил. Где-то в 99-2000 год я понял, что при ведении бизнеса быть белорусом не везде универсально для переговоров, потому что очень часто возникает, что белорусы, значит, что-то такое. Быть россиянином не очень хорошо было в России, в Беларуси. В Беларуси. Потому что если есть дружба, то она как-то вроде транслируется на участников переговоров. Как только какой-то конфликт, какие-то нерасчеты, то тут же начинается какая-то настороженность и вот эта вот игра, там, типа, свои-чужие. Это когда... Але тоді хіба сябровство було збольшого Єльцина ще було, ще не було вот этих войн молочных, газовых. Я сталкивался с тем, что не очень мне это нравилось. Особенно, кстати, в России. И я понял, что удобнее представлять универсальную юрисдикцию. А учитывая, что я и так с 1994 года очень тесно взаимодействую с австрийскими и немецкими компаниями, на одной из встреч в Вене вице-президент одного из австрийских крупнейших банков, в общем-то, выступил с такой инициативой: Саша, надо зарегистрировать компанию в Австрии и непосредственно инвестиционную часть бизнеса, управленческий штаб перенести в Австрию. Это соответствует международной практике, что для компании, которая находится не в одной стране, нужно выбрать ту юрисдикцию, которая наиболее подходит для целей холдинга, управления. И я выбрал Австрию. В 2001 году я зарегистрировал первое предприятие. Называлось это Handelsgesellschaft МБХ. И сам туда переселился. И, в общем-то, начал жить одновременно в 3 городах. Москва, Вена, Минск. Окей. І тепер уже вертаємося на Елизово, 2001 год, зима, автобаза. Я понимал, что если я в качестве акционера из вот того, что я увидел, сделаю современное предприятие, это та цель, которая меня увлекла. На тот момент мне предлагали принять участие в проекте в Монголии. И я практически уже был готов выезжать для знакомления. И случайно я летел с одним из хороших своих знакомых. Можете сказать, с кем? Ну, надо спрашивать у него. Он не был чиновником, но в свое время был депутатом. Окей. Известный персонаж. Если он разрешит, я когда-нибудь назову его имя. И он мне сказал о том, что канадская компания продает 65%,
И, в общем-то, он может проассистировать какой-то информацией, как вступить с ними в контакт. Относительно заинтересованности властей. Я уже тогда жил в Вене и в Москве и находился в иллюзии о том, что, в общем-то, для совершения бизнес-сделок спрашивать разрешение властей не нужно. В России уже никто не спрашивал на тот момент. Ну, вообще я не помню, чтобы это было. Ну, за исключением, наверное, каких-то очень больших и масштабных проектов. Но стеклозавод Елизово в тот момент не являлся ничем ни масштабным, ни большим. Он умирал. Я вам можу розповісти, що було далі, до речі. Тому що ви на Єлізова досягнули великих поспіхів, гэтаму не можна адмовіць. Перед вами, як ви згадали, канадська компанія була, і коли яны заходили, то завод випускав 4 типи шкляної продукції усього. Ви поширили асортимент до 30. До З 4 До 160. Але я вам скажу, з 2002 по 6 ви до 30 перейшли. За 4 годы, покуль ви там були на Єлізова. Вы нарастили выпуск продукции у 6,5 разов на Елизово. Лукашенко вас хвалил. Да. Это как это в народе говорят, лучше бы деньгами, да? Олег, вы ставились, ось Лукашенко хвалил. Мы еще до 2006 года перейдем, але ось ён хвалит. Ось вы бачите, что у вас атрымліваецца і публічныя пэўныя заявы ёсць з ягонага боку. Вам гэта падавалася, что класс, я досягнул, вот президент нават звяртае на меня увагу. Ну, я не ставил перед собой таких целей. Естественно, кто-то из моего окружения говорил класс. Моими целями было производство и продаж. И рабочие места, и конкурентоспособность предприятия. За гэтае дасягненне, дарэчы, Лукашенко вам медаль даў у 2006 году. Атрымалі медаль? Да, где-то лежит, наверное. Я не знаю, где она. Потому что ее при обыске могли и забрать. Але яна для вас была важная? Вось гэты момант, калі вам абвесцілі, сказалі, вось вы будете прадстаўлены да медаля, его сам Лукашенко. Лукашенко-то объявил орден. Значит, уже наградной отдел посчитал, что у них есть какая-то очередность. Сначала медаль, потом орден. Опять же, это я не обсуждал с кем-то это заранее. Как это на меня влияло? Ну, медаль, что-то такое интересное. Я даже помню, что с кем-то мы ее, в стакан с водкой клали. Обмывали? Ну, да. А як вам її урушили? По-моему, это был Сидорский. Сидорский в зале наградном на площади Свободы. И он навесил її? Не-не-не, он там что-то. Просто в коробочці. В коробочке, там стулья стояли. 2006 і 2007 год гэта якраз пік эканамічнага цуда Александра Лукашэнкі. Тады вельмі добра з нафтай атрымлівалася гандляваць. Вы самі ў той момант задумаліся пра Матавел? У вас, дарэчы, таксама пік, это, можна сказаць, бізнеса на 6-7 год. Ці Матавела вам хтосьці запрапанаваў на той момант? Матавел — это какая-то на тот момент случайность. Бо вы разумелі, у вас атрымліваецца вось з Елизова, у вас success story, так? Да. Гісторыя поспеху. Строится завод в Гомеле, значит, все достаточно хорошо. Наступне, это завод шклотары у Гомеле, так? Я организовал велопробег. Меня к этому и тренер мой подтолкнул, и кое-какие мои друзья. Я начал кататься на велосипеде, и кто-то из моего окружения сказал, что, Саша, есть такая форма очень хорошая. Общение людей, как организация велопробега. Люди собираются, определяют маршрут, едут. Это каким-то образом такое очень хорошее мероприятие. И для общественной жизни, и для спортивной. И я согласился и принял участие в этом велопробеге по маршруту Минск-Елизово. То есть такая акция. В этом велопробеге участвовали олимпийские чемпионы, экс-чемпионы мира, сотрудники компаний, сотрудники заводов. И потом наступил такой момент, когда велосипедисты каким-то образом, значит, начали собираться и обращались ко мне с тем, чтобы я возглавил федерацию. Я не знаю, что во мне меня так мною движило, но я понимал, что общественная жизнь, общественная деятельность — это некая, это нужно, это для любого бизнесмена надо быть частью общества.
Вас не примушав ніхто? Нет, нет. Это, Не було такого, ось ви заробляєте мільйони, тримайте в довесок тут Нет, федерацию. нет. У меня, значит, это была инициативная группа велосипедистов. Они приехали ко мне в кабинет, сказали, что они достаточно в большой аудитории это обсуждали. Ну, и я, в общем-то, выразил некое согласие. Потому что я почувствовал вот эту энергию этого события, этого велопробега. Я хотел, чтобы такие события происходили с моим участием, ну, раз в качестве главы федерации, окей. Вот. И когда у меня была очередная встреча с Лукашенко, обсуждалась вопрос снятия с программы развития стекольной отрасли строительства завода по производству листового стекла в Смолевичах, он мне это предложил, Сам Лукашенко. сам Лукашенко. Сказал Да. он. Он говорит, послушай, у меня тут неразбериха с мотовела, ничего не удается. Может, посмотришь? И если проявишь интерес, заинтересованность, то вперед, карты в руки. Вноси предложение. Я поехал на крупнейшую выставку в Шанхае. Я отработал 5 дней без остановки. Я встретился с десятком компаний в сфере мотовело, производства, бренды, продвижения, компоненты. У меня там целый архив есть огромный. И я понял, как это все функционирует. Вот. Понял, что на мотовело все неправильно. А это означает, что легко добиться успеха, потому что слишком легкая ситуация. Вот. Але неправильно, что тое кіраўніцтва, якое там было, оно не разумело гэтага? Значит, оно там, не во-первых, заўважала? это то, о чем мы иногда говорим, что есть понятие руководства, есть понятие владения. Есть функция владения. Это принятие исключительного решения. Там его не было. А квалифицированное исключительное решение – это работа. Это работа собственника. Либо группы собственников, которые умеют объединиться. Этой функции там не существовало. Одну секунду. То бок, па вашым меркаванні, дзяржаўны бізнес апрыоры не можа быць паспяховым, тому что там нема функции уласника. Значит, державный бизнес будет успешным там, где он решает исключительные функции государства. Тогда не имеет значения там, эффективность технологическая, либо производственная, себестоимость. Он решает задачи там, устойчивости государственных институтов. Но там, где надо торговать, там, где надо быстро обновлять технологии, там, где надо поворачивать моментально вправо-влево, либо значит, бежать вперед, либо разворачиваться, конечно, нет. Потому что принятие этого решения, его должен принять собственник. А собственник должен быть компетентным и увлеченным. И если эта увлеченность, компетенция, его энергия, они соответствуют отрасли, то есть он конкурентен персонально, он либо группа, тогда бизнес, вероятно, может быть успешным, но гарантии нет. Но если собственника нету, то тогда есть чиновники, которые никогда не принимают исключительное решение, потому что у них нет полномочий его принять, либо они не хотят этого делать, либо у них нет способности это сделать. Про Лукашенко. Мы не зусім там скончылі. У вас было некалькі вось гэтых такіх асабістых кантактаў з ім, асабістых размоваў. Як вы яго ўспрымалі? Якім ён для вас чалавекам падаўся, калі вы пачалі з ім размаўляць? Я вообще все воспринимал относительно того, вредно или полезно это для бизнеса. И на тот момент те встречи, которые происходили, они не вредили бизнесу. В чем-то я видел, что они оживляют какие-то возможности там, продвижения каких-то, разрешения каких-то вопросов. Я не смотрел на него как на контрагента относительно его личных качеств. Меня интересовал его пост. То есть встреча с ним могла улучшить позицию, либо ухудшить позицию. И все. Але персанальна, у вас жа было нейкае ўражанне, вось вы сустрэліся з ім. Лукашенко харызматычны палітык, ці ён зрабіў на вас уражанне такое ж? Ці вось ён сваёй харызмай змог, напрыклад, сімпатыі вашай нейкія атрымаць? Не знаю. Ну, естественно, обладает какими-то качествами, которые позволяют ему делать то, что он делает сейчас. Так? Я не знаю, каким словом это правильно назвать. Но эти качества не рядовые.
На тот момент, те встречи, я на них смотрел исключительно как встречи, которые либо могут ухудшить, либо улучшить положение для бизнеса. Але ви тут не до кінця щирі, ведаеце чаму? Тому що кожны чалавек пасля сустрэчы з іншым чалавекам мае нейкае пра яго ўражанне. Так? Ён выходзіць з сустрэчы і кажа для сябе натуе там: о, вельмі цікавы, жывы чалавек, энергічны, альбо ай, зусім, тусклыя вочы. Не. В смысле живучести у него ее хватало. Але агулам, якую вы для сябе карціну Лукашэнкі намалявалі пасля сустрэчы? Я откровенно... я понимал, что он в чем-то не разбирается. Вот, это раз. Второе, что ему важно то, какие он набирает рейтинги от встречи со мной, а я ему был глубоко по барабану. Это я Але понимал. паміж вами была сімпатыя нейкая? Вось вы могли б сказаць, што паміж вами ўзнікла сімпатыя? Я думаю, что нет. Бо нахваліваў ён вас некалькі разоў. Ён беларусам казаў, які ж пра вас, які ж он аўстрыец, ён жа наш чалавек. А аўстрыйцам, наадварот, ставіў вас у прыклад заўсёды, казаў, што вось, паглядзіце на прыкладзе Елізава. Вось гэта узорны прыклад супрацы беларускага і аўстрыйскага бізнесу. Он это сделал не для того, чтобы меня хвалить, а ему это, видимо, нужно было зачем. То бок, вы не можете назваць ваши адносіны нейкімі выходзячымі за рамки? Нет, дело в том, что те встречи, которые были, они были там раз в год, раз в 2 года, 1 час. Такие встречи не дают эмоциональной реакции. Александр, у 2002 годзе вас дапусцілі да прыватызацыі завода Елізава, таму што раслі кошты на нафту, і на гэтым фоне таксама павялічваліся эканомікі. На гэтым растушым рынку быў вялікі дэфіцыт шклотары, і вас дапускаюць да актыва, да фабрыкі, якая вось будзе, можна сказаць, здымаць слівкі, сметанку з усяго гэтага постсавецкага рынка. Чаму менавіта вас дапусцілі? А кто допустил? Вот я пытаюсь, кто вас допустил. Я не знаю. Для меня не было понятия «допустил». Я узнал о том, что KPMG, как агент канадской корпорации Consumers Glass, объявил о продаже этого актива. Соответственно, я, как управляющий австрийской компанией ATEC Handelsgesellschaft МБХ, подал все необходимые документы и выполнил все условия конкурса. Одним из условий было выплатить $1 миллион в качестве задатка для того, чтобы пройти процедуру дальнейшего рассмотрения. ATEC Handelsgesellschaft МБХ все условия выполнен, но на тот момент 3 стекольных завода из 4 стеклотарных завода уже умерли. Это исторические Глуша, Гута, Залесье, это по названию поселков. И Елизово, в принципе, был в одном шаге от того, чтобы прекратить существовать. Никакого спроса на стеклотару не было. А та стеклотара, которая производилась, она, в принципе, это была ниша 3-литровые, майонезные, пол-литровые банки, причем очень кривые и с огромными затратами произведенные. Але пагадзіцеся, што гэта такая вялікая ўдача, таму што ў той час агулам у Беларусі, наадварот, актывы нацыяналізаваліся, якія прыносілі нейкія там прыбыткі. В данном случае не было приватизации. Австрийская компания приобретала 65% акций стеклозавода Елизово у канадской компании. К понятию приватизации это не имело никакого отношения. Это была сделка 2 иностранных лиц в рамках обычной торговой практики. Конечно, задним умом можно говорить о наличии либо отсутствии конъюнктуры. Когда ATEC покупал акции, я как управляющий покупал, я вообще не видел никакой конъюнктуры, потому что я на тот момент не продал ни одной 3-литровой банки. И после сделки я столкнулся с абсолютно обратной ситуацией. Та продукция, которую производил стеклозавод Елизово, она вообще не была нужна на рынке. Второе. Для того, чтобы выйти на рынок с современной стеклотарой, нужно было 3-4 года. И инвестиции в десятки миллионов долларов на предприятии, на котором даже отсутствовали специалисты, умеющие на эту тему разговаривать.
есть предстояла огромная, сложная работа по созданию новых мощностей, по внедрению этих мощностей в рынок, потому что рынок не стоит и не ждет. И мало того, нужно было верить в то, что рынок изменится. И когда статистика продаж нового стекла в Беларуси была 12 килограмм на одного человека, а в Европе 44, то никто не мог ответить на вопрос, а когда в Беларуси будет 13 или 14. Ну, кроме, может быть, колдунов. Я колдуном не был, поэтому я знаю, что до строительства первой линии, первой очереди, я так наелся финансового дефолта стеклозавода Элизово, первый из которых начался с того, что ровно через 3 дня после того, как я приехал на предприятие и представился, я узнал, первое, что часть продукции по выходным забирает местная мафия. У предприятия отсутствовала функция снабжения, потому что все сырье привозили какие-то посреднические компании, и они же забирали и увозили куда-то эту продукцию. Так вот, ровно через 3 дня технические специалисты завода обрадовали меня тем, что одна из 2 печей сгорела. И только от одной мысли, что до запуска новых мощностей минимум 2 года. И только от одной мысли, что мне нужно будет содержать 850 человек, которые вообще ничего не делают. Мне дурно становилось. Я не знаю, о какой конъюнктуре, где, кто ее знал. Уже мне никто не приходил и говорил: Сан Саныч, что это конъюнктура. Это была не конъюнктура, это было... Я знаю, что я все-таки даю интервью уважаемым медийным холдингам, и мне сложно подбирать слова. Но есть слова на букву «П», к примеру, да? Они очень хорошо отражают то состояние. И это «Б» длилось годами. Скажите, ці не было так, что у набытці вось гэтых актываў таких беларускіх, там Елизова, Матавела, таких знакавых, вам дапамагалі нейкія ваши знаёмствы, нейкія, можа, бізнес-кантакты добрыя, прыязныя ваши? Вообще-то, с момента основания компании в 1992 году у меня были партнеры. С какими-то партнерами я расставался, появлялись новые партнеры. У меня возникали знакомства. Какие-то оказывались недеятельными, и они уходили в архив. Какие-то появлялись новые. Но они все были связаны с тем делом, которое я делаю. То есть они же не с неба падали. Я могу сказать, что в момент основания компании моим капиталом была швейная машинка. У меня не было того, что называется миллион, который, значит, мне завещал дедушка или дядя. Давайте я больше конкретно тады. Поэтому они появлялись по ходу, как результат работы и результат решения тех или иных задач. Я вам буду тогда конкретные прозвища называть, и мы будем с вами их обмярковывать. Вы добра знакомы с Евгением Чановым? Достаточно хорошо. Справа ў тым, што ён у нейкі момант быў адным з дырэктараў таксама АТЭК, так, вашай Handelsgesellschaft. Вы ведаеце, што сёння ён узначальвае Гардсервіс, якую называюць фактычна беларускай ЧВК Вагнера, так, аналагам такой беларускай ЧВК Вагнера. І гэта кампанія сцісла звязаная з Виктором Шейманом. Я впервые слышу о том, что он человек Шеймана. Тогда точно он никаких контактов с Шейманом не имел, но, по крайней мере, я об этом ничего не знал. А вообще в компании отработало несколько тысяч человек. В числе их такой персонаж, как Евгений Чанов. Мне увлекательно узнать, что он связан с ЧВК. Потом посмотрю, что можно знать. Но... Гэта адзіная беларуская кампанія, якой далі Лукашенко даў асабістае права на нашэнне зброі. Яны могуць насіць зброю. І больш у Беларусі такіх прыватных кампаній нема. Шмат людзей працавала, але Евгений Чанов все ж таки не адзін са шмат, ён быў дырэктарам разам з вами АТЭК Handelsgesellschaft. Он был одним из сотен директоров. Это возможность австрийское законодательство предоставляет. У Чанова были достаточно узкие функции и практически вне именно бизнеса. Да, он отвечал за постановку службы безопасности на стеклозаводе Елизово в том числе. Это его профильная деятельность.
нанимал людей, контролировал, значит, ставил их там, чтобы они, в общем-то, следили, чтобы не воровали. И в том числе, кстати, чтобы пьяные на работу не ходили. Это его тоже была работа. Ведаце, але вы з ім мусілі быць вельмі блізкімі, таму што вы зарэгістравалі першую сваю кампанію ў Аўстрыі і яго зрабілі дырэктарам разам з вами. Ну, это... У меня, да. Ну, он был даже где-то, наверное, и партнером на 2-3%, не помню насколько. Але як ваши дороги разышліся? Наступает момент, когда в какой-то момент становится ясно, что дальнейшее сотрудничество уже неэффективно. Садимся за стол, говорим, ну, пора прощаться. Это было по-доброму ці не по-доброму? Простились и простились. Я помню, когда Чанов, мне нужно было построить директора одного из коммерческих предприятий, очень известный персонаж тогда в Беларуси. И я не знал, что ему подарить. Чанов нарисовал картину. И я подарил картину. Чанов еще к тому же художник. Мастак, малює, так? Поэтому для меня... Який шматгранний чоловік. Ну, кстати, для меня удивительно, значит, такая судьба Чанова. Будет интересно об этом узнать. Ведаце, вось вы сказали, што ён, хутчэй за ўсё, не чалавек, прынамсі, на той момант не быў чалавекам Віктара Шэймана, але вельмі цяжка не заўважыць, што у вас і вашых партнёраў ці людзей, які у вас працуюць, ёсць нейкая асаблівая сувязь з Віктарам Шэйманам. Давайте я вось нават пералічу, бо акрамя Чанова, это, напрыклад, Евгений Жоўнар, які працаваў на прадпрыемствах, якія належалі АТЭКу, Еліпак, Матавела, а зараз Жоўнар у шэйманаўскім глобал-кастаме. З сынам Шэймана ён ствараў разам кампаніі ў Зімбабве, якія здабываюць золата. Сергей Аношка працаваў побач з вамі і на Елізава, і на Матавела. Таксама зараз звязаны з кампаніяй глобал-кастам Віктара Шэймана. Аношка разам з Віктарам Шэйманам, дарэчы, мінімум 5 разоў лётаў прыватным бізнес-джетам у Арабскія Эміраты, у Афрыку, яны лёталі ў Лацінскую Амерыку разам. І гэта ў перыяд 10-13 год. Асабіста яны з Віктарам Шэйманам разам лёталі. 10-13, но не как сотрудник компании АТЭК. Ну, я не ведаю, але... С Аношкой я расстался в 2008 году. Але таксама, напрыклад, яшчэ Юрый Грышук, Александр Николайченко, яны таксама былі і ў вас, і ў Шэймана зараз. Так, еще раз. Значит, с Аношкой я расстался в 2008 году. Але вас не здзіўляе такое, што вось такія сувязі у вас з... Если бы эти сувязи каким-то образом представляли мой интерес, или я какую-то связь, ну, вероятно, я бы как-то получше бы это получил условия содержания в тюрьме и в колонии. Но эти сувязі никак не проявились. Тады агулам, які у вас, вы з Шэйманам знаёмыя былі агулам? С Шэйманом у меня не было ни одной личной встречи. Гаспадар Александр, вы б маглі самі тады апісаць, хто быў вашым партнёрам у АТЭК Холдинг і каму якія долі належалі, з кім вы гэта ўвогуле стваралі? Дарэчы, хто вас прызначыў кіраваць АТЭК Холдингом? АТЭК Холдинг был учрежден где-то в 2004 году. Я без документов буду ошибаться, поэтому сразу прошу это принять. 2004, может быть, 2005. И я не помню точный состав участников. Это было несколько участников. Я представлял, скорее всего, одну из кипрских компаний в составе участников АТЭК Холдинг. Вероятнее всего, это была компания Permanent Trading. И я действовал от ее имени. Одна из кипрских компаний, которая тоже участвовала, а может не кипрских, она была связана с финансовой группой одной, которая была связана с российским банком. И в последующем этот российский банк выкупила финансовая группа, венгерская, по-моему, да? Значит, один из представителей нескольких компаний был Юра Муравьев. Да, ваш однофамилец, так? Да, значит, это достаточно дееспособный персонаж, по моим оценкам, с личным капиталом. И, в общем-то, он мне не раскрывал
своих партнеров. Поэтому я не могу фантазировать. Я такого не делаю. То вы были Относительно- кіравалі кампаніяй і не ведали насамрэч, Почему хто не там? ведать? А зачем не ведать? У меня в руках был голос на собрании, который... был период еще, было несколько физлиц, но они продали свою долю. Я их не буду вспоминать. Там, значит, у меня в руках был голос в 45% на собраниях участников. Это самый маленький голос. Был период, когда мой голос был 50%, и плюс я директор. Что я еще должен знать? Да мне глубоко по барабану. Мне важно, чтобы общество могло действовать. А действует общество на основании вовремя принятого акционерного решения. Относительно того лица, который представляет других участников. Тот человек, который представлял финансовую группу, кстати, я вчера с ним созванивался, на мой взгляд, это во-первых, человек высочайшей бизнес-квалификации, бизнес-этики. Его собственный капитал был раз в 20 превосходил его вклад в АТЭК Холдинг. Юра, как бизнесмен, он сильный. Он сильный, он самостоятельно действовал. И по его этическим на тот момент качествам и деловым он вносил колоссальный вклад в работу собрания участников и в акционерную работу. Ён быў таксама кіраўніком Савета дырэктараў стеклазавода «Ворка», які ўваходзіў таксама ў актыў АТЭК. Да, был такой период, поэтому Юра очень активный. То есть для меня важно, что участников АТЭК Холдинг не представляли олени, номиналы, фунты. То есть для меня важно, чтобы человек был дееспособен принимать собственные решения. Является ли, когда он подписывается за сделку там, на 10 либо на 100 миллионов, не важно, чтобы он был дееспособен совершать такие дела. Потому что если я знаю, что передо мной не настоящее лицо, то, естественно, я должен знать, а кто тогда настоящий. Юра настоящий. Юра мог действовать как представитель собранного капитала, но он не раскрывал его никогда. А вы не пыталіся ніколі? А что я спрошу? А кто-то пытался спросить у меня, чьи бабки в перманент трейдинг. И что они узнавали после этого? Что? Есть на 3 буквы можно, а можно чуть дальше. Если кто-то мне говорил, скажи, что у тебя бабки, я скажу, что меня не хватает за столом переговоров. Вам кто-то еще нужен? Если я не устраиваю, то, значит, не будет переговоров, не будет сделки. При этом инвестирую ли я деньги только собственные, либо я еще собрал пул партнеров, это мое личное дело. Так устроен финансовый мир. Мы пераскочым на шмат гадоў наперад. Усё ж таки все ваши шкляныя актывы ў Беларусі, яны абанкроціліся, так? Пачалі абвяшчаць аб банкротстве. Што здарылася тады пазней? Не, они не обанкротились, их ограбили. Это разные вещи. Банкротство – это финансовая несостоятельность участников рынка, которые находятся в более-менее сносно равных условиях. И кто-то из них по какой-то причине либо не умеет управлять, либо не умеет продавать, либо что-то еще делать не так. Кто их ограбил? В данном случае я могу сказать, я как десятиборец, как легкоатлет. Если перед забегом на 100 метров мне кто-то предложит привязать ко мне блин от штанги в 25 килограмм, я не побегу, потому что это глупость какая-то. Переложу это на простой язык. Конституционная обязанность любого государства – это создание условий, в том числе для субъектов хозяйствования. В России газ для стекольных заводов стоил до $80, был период. В Беларуси 340. И соответствующая точно такая же пропорция в стоимости электричества. Предприятие, когда такое возникает,
Естественно, есть математический расчет утраты способности дышать, работать, снабжаться и так далее. Но предприятия умирают намного раньше. Потому что конкуренты, которые видят, что это произойдет, они присоединяются к этой политике на уничтожение предприятий. То есть они начинают в ту зону твоих интересов поставлять свою продукцию по бросовым ценам, чтобы ты и там не мог работать. Мало того, что российские предприятия легко зашли на белорусский рынок, выдавили белорусские предприятия с российского в легкую. Потому что у них был тонейший газ. Газ – это важный складник при продукции шкла. Конечно, ну вот представьте, рынок стеклянной тары, я упрощу, $400 за тонну. Для того, чтобы стеклозавод Елизово произвел и продал по $400, он должен понести расходов 420. При этом российское предприятие понесет расходов в 320. Это одна история. Но есть другая. Никто не станет заключать контракты в долгу с предприятием, у которого себестоимость математически отличается от цены продаж. Потому что ты не можешь брать на себя обязательства работать в долгу, потому что ты должен умереть. Российские предприятия, видя эту ситуацию, твоим клиентам начинают продавать по 340. Обещая все, что угодно. Потому что они понимают, что им надо дождаться, когда Елизово, Гомельский стеклотарный завод и иные, они умрут. Потому что умершие стеклотарные заводы освобождают пространство, и они на него зайдут по $420 за тонну. Але что белорусский тады урад повинен был робить? Что чиновники повинны были робить? Значит, единственное, что они могли и обязаны были робить, это создать конкурентные условия. Это единственное, что надо делать. Яким чином? Да, чинов обычно всегда два. Либо ограничение внешней торговли, в чем я был категорически не заинтересован, никогда не поддерживал разговоры. То бок закрыть межу, закрыть за Россией потому межу? что закрытая межа, которая якобы защищает белорусского производителя, она одновременно не дает белорусскому производителю работать на других территориях. Это еще хуже. Для стекольного завода для стекольной отрасли нужно пространство, существенно превосходящее 10 миллионов населения. Чем шире пространство и чем больше на нем, не столько больше, сколько необходимое количество участников рынка, тем лучше. Поэтому единственное, что нужно было делать, покупать в России газ по $127, как Беларусь покупала. И продавать с разумной маржой, как хотя бы для тех отраслей, которые газозависимые. Ладно, производство носков и чулков. Там затраты на газ, возможно, не влияют на способность предприятия конкурировать. Там важнее качество, технология. А для стекольных заводов все это смерть. Я встал на защиту не только Елизово и других предприятий, входящих в группу, но я понимал, что нельзя действовать от имени одного предприятия. Я объединил все стеклотарные предприятия как единую группу и выходил с инициативой только в интересах отрасли. И вы ходили до чиновников белорусских и казали, каб яны что-то изменили? Я писал письма, я вносил инициативы. И я слышал постоянно ответ, что Александр Александрович, потерпите, сейчас будет принято решение, газ для стеклотарной отрасли будет установлен $127, может максимум 140, 180, это временная ситуация, потерпите, пожалуйста. Но потерпеть можно месяц, но терпеть 3 года. Через 3 года предприятие, одна печь встала, а нет способности возвращать в рынок, и нет вообще возможности это сделать. Вторая печь встала, стеклозавод Лида встал, Гомельский встал, а на стеклозаводе Елизово осталось 1,5 печи. Одна умирает, значит, а одна еще способна жить. Это оттуль у вас 600 миллиардов рублей там было запозыченности, так, у Елизова? Я уже толком не помню, это уже не запозыченность. Это уже грабеж. И, естественно, я постоянно наталкивался на конфликт с чиновниками, потому что вот эта вот покупка газа по $127 у России и продажа в белорусскую экономику 340 с НДС, это не так важно. Потому что в любом случае это нагружает финансовую модель. Эта тема, она связана была с тем, что Беларусь получала вненалогово 3 миллиарда, может, $3,5. Естественно, это никак не отражалось на госсекторе, потому что если госпредприятие по какой-то причине не платит, то директора делают, что им укажут. В крайнем случае, кредиты получают, списывают кредиты, прощают что-то. А для частного предприятия никто не собирался ничего прощать. Хотя опять вернемся к Конституции, равенство прав собственности. Ну, с Конституцией тема. Я потом узнал, что такое Конституция. Когда нарушение Конституции и нарушение
прав конституционных не имеет никакого значения при вынесении приговора, то я тогда понял, что Конституции апеллировать было бессмысленно. Менш чым за год да продажу Матавела вам дзяржава ўліла туды 17 з паловай амаль што мільярдаў беларускіх недамінаваных рублёў, гэта каля 8 мільёнаў долараў. Ну, вельмі шчодрая інвестыцыя ў прадпрыемства, якое яны збіраліся і так прадаць, і прадаць вам. Сразу скажу, что непосредственно переговоры о возможной сделке закончились за 2 месяца до сделки. Поэтому что собирался и кто делать за год, меня не интересовало. Але глядзіце, 8 мільёнаў это даволі вялікія грошы, так? Гэта быў выдадзены крэдыт Матавела, яны, дарэчы, яны перапісалі на вас пазней гэты крэдыт. Вы яго мелі выплаціць. На АТЭК, прабачце, так, на АТЭК Холдинг, які набываў Матавела. Але вы заўважылі гэтыя 8 мільёнаў, калі прыйшлі туды на прадпрыемства? Вы бачылі іх, што вось рэальна было штосьці закуплена за гэтыя грошы? Што было зроблена? Вы разбіраліся з гэтым? Дело в том, что когда ты покупаешь предприятие, то ты берешь его баланс, оцениваешь состав активов и структуру пассивов. И что было год назад, значения не имеет. Значение имеет, что есть на момент сделки, потому что именно от этого зависит сделка. Поэтому, естественно, баланс я видел. Але вам не было цікава, на што яны патрацілі гэтыя грошы? Значит, вы не смотрите не так. Мне было цікаво увидеть баланс. Я разумею. Я его увидел. Это и есть моя цікавость. Естественно, я смотрел, значит, что происходило до того. Так вот, значит, Матавела на момент сделки, это было предприятие, на котором работало 2500 горожан города Минска. Матавела было предприятием, которое получило выручку, условно календарный год, около 20 миллионов долларов. Значит, это означает примерно 8 тысяч долларов на человека. Один человек уносит через проходную в месяц в городе Минске по состоянию на 2007 год с налогами примерно столько же. Плюс он использует туалетную бумагу, он включает, выключает выключатель, значит, он включает какие-то станки, значит, он использует какой-то материал и так далее. То есть мне было очевидно, что финансовое состояние предприятия примерно, по моим оценкам, минус 6-10 миллионов долларов в год. То есть если ничего не поменять, то нужно после сделки сразу, значит, кассировать это предприятие на 6, может 8, может 10 миллионов долларов в год, иначе оно начнет гнить. Але так же і адбылося. Вы як толькі прыйшлі туды, вам тут же сказали, что трэба разлічыцца з поставщиками, да, что абсолютно трэба... верно. Дело в том, что есть понятие обязательства, которые возникнут после сделки. И я их посчитал. И они были интегрированы в финансовую модель. Но я еще узнал, что возникнут обязательства, которые были вчерашние. Которые даты платежей скрыты были. То есть в той финансовой информации, которая была предоставлена перед сделкой, эти обязательства либо отсутствовали, они не были предоставлены, либо дата исполнения обязательств стояла дальше. Так Министерство промысловости вас подмануло, вы хотите сказать? Да, конечно. И я тогда понимал, что, значит, если я начну на этом этапе поднимать, значит, выдвигать обвинения, то это очень опасно с точки зрения взаимоотношений. Они мне были нужны конструктивные. Поэтому было найдено другое решение. АТЭК Холдинг сразу после сделки предоставил Матавела кредит на 1 год на то, чтобы рассчитать, исполнить самые такие вот острые обязательства. Это зарплата, налоги
энергетика и какая-то оплата комплектующих, которые наиболее важны на этом этапе. Вот. И с министерством мы взаимодействовали, что те средства, которые будут оформлены, и после оформления выплачены в качестве уже инвестиций, они тут же пойдут первые транши на исполнение этого обязательства, возврат этих денег. Вот. И я абсолютно был уверен, что после того, как АТЭК Холдинг приобретет эти акции, я сбалансирую финансовую модель предприятия в нулевую точку за 1-2 года. То есть я понимал, что я это сделаю. Я изменю работу на рынке с продукцией, я уберу ненужные траты. Мне было известно, что такая функция, как функция снабжения, практически была передана с менеджерами Мотовела российской компании, которая ее раздевала. Я знал, что на этой функции как минимум процентов 20, если эту функцию выполнить профессионально, то на Мотовела ситуация улучшится на 3-4 миллиона долларов в год. Чуть профессиональная работа на рынке, еще 3-4 миллиона долларов в год. Убрать ненужные траты, сделать более эффективную структуру. И я знал, что за 1 год я сделаю так, что предприятие выйдет в некую устойчивость. Это была моя цель. И, соответственно, тех 20 миллионов, которые планировались для инвестиций, было вполне достаточно для достижения этой цели, как, в принципе, потом и произошло. Единственное, карты спутал финансовый кризис 7-9 год. Он очень сильно ударил. Вот. А потом был еще удар 2014 год, потому что Украина, те объемы, которые производились для Украины, как раз в сезон, она практически полностью перестала забирать продукцию, да и стало опасно, пока туда ее поставляют. А девальвации, как на вас поплывали? Девальвация, она больно бьет, но если ты как управляющий знаешь, как на нее реагировать, ты реагируешь. Вот. То есть ты должен тут же укоротить продажи без платежа, быстро реагировать на цены. И, в общем-то, последствия девальвации за полгода-год, как бизнесмен, ты нивелируешь. Добре, давайте до вашага прысуду. Галоўнае, першымі пунктамі, якія там былі, вашых абвінавачаннях, у чым вас вінаваціла беларуская дзяржава. Навошта амаль адразу пасля таго, як вы, як АТЭК, прабачце, не вы, як АТЭК Холдинг. О, отлично. Это означает, что мне удается за эти 2 дня добиваться того, чего я хочу. Это здорово, согласен? Хороший показатель. Я просто так, вы меня научили правильными терминами оперировать. Так, не вы купили, а так Холдинг выкупил Мотовела. Вы зробили довыпуск ці Мотовела, прабачце, зноў, зрабіла довыпуск 10 мільёнаў акцыяў на 10,5 мільёнаў долараў. І большасць грошаў, якія былі пералічаны за гэтыя акцыі на рахункі Мотовела, тут же вернуліся ў АТЭК. Вернулись взамен на что? Были пераведены просто. Взамен на что? Там было написано на выканание дамоваў, не звязаных с инвестиционным бизнес-планом. Так, вот отлично. Это кто написал? Ну, это так у присуде. Сейчас надо определиться. Игорь, кому ты больше доверяешь? Мне или тому, что там было написано? Ну, але вы погодитесь, что гроши вернулись на рахунки АТЭКа. Значит, как-то меня срочно одели наручники и привели к следователю. И тот такой бегал по этому кабинету счастливый, он нашел наконец-то вывод капитала. Он мне задал вопрос. Ответьте, пожалуйста, на то, куда Мотовела перечислила там, или 10, или 20 миллионов долларов. Я уже не помню. Я, ну покажи мне документ о перечислении. И он показывает документ. Возврат кредитов. Так? Я говорю, ну ты что, читать не умеешь? Потому что, чтобы вернуть кредиты, их надо получить. То есть сначала АТЭК предоставил кредиты. После этого Мотовела рассчиталась по кредитам. Так а что в этом такого? Это договорные обязательства сторон сделки.
Ну, але вам гэта поставили Но обвинавашение. если они... Так мне поставить в обвинувачение можно и то, что значит, дерево растет вот в конкретном месте. Ну, поставили. Я сегодня отношусь к тому, что произошло в отношении меня, как к преступлению против правосудия. И все, что происходило, это преступление. Потому что, когда, кстати, Аношка был на допросе, и он, значит, там объяснял о том, что Мотовило должно было на полученные деньги купить станки. Так. Я ему прямо в зале суда, есть протокол допроса свидетеля. Я говорю: Аношка, ты что не купил станки? Говорит, ну, я говорю, ты директор, ты почему их не купил? Он говорит, ну так были же обязательства в такую-то дату вернуть полученные деньги. Я говорю, когда деньги получил ты, гаденыш, станки ты не купил. Вот, потому что когда я получил кредит от АТЭК холдинга, я выплатил зарплату, я погасил долги по налогам. Обязательство ты вернуть деньги-то взял? Да, взял. А что не вернул? Да как? Я что станки не купил? Да как же их куплю, когда потом АТЭК холдинг значит, предоставил деньги в инвестиции, но при этом у меня по графику стоят даты платежей по ранее полученным долгам. Я станки ты чего не купил? Ну так финансовая же модель. Обязательства, их надо исполнять. И не надо исполнять обязательства, надо станки купить. Знаешь, что он мне сказал? Говорит, Саныч, а если я куплю станки, а кредиторы нахлобучат, то электричество отключат. А зарплату не выплачу, люди не придут. А нахер такие станки? Аношка, который напозировал там его протоколы самые веселые. Допроса как до суда, так и в суде. Але, до речі, це одно з самих головних обвинувачень, що ви не закупили на 13 мільйонів обсталювання. Это какая-то глупость. Потому что, во-первых, договор купли-продажи не содержал в себе такие обязательства. Бізнес-план утримлював. Еще гэта. раз. В момент подписания договора купли-продажи не было бизнес-плана. Он только появился через год. Даже через 1,5, по-моему. Але справа ў тым, што Міністэрства прамысловасці казала, што вы мусілі дзейнічаць згодна з бізнес-планам. Я калі чытаў ваш прысуд, гэта адзін з вялікіх канфліктаў самых. Бизнес-плана на момент подписания договора не было. Я И разумею. мало того, составлялся этот бизнес-план такими, как Аношка. Але вы можете патлумачыць, чаму Міністэрства прамысловасці ўспрымала гэты бізнес-план як абавязковы вамі да выканання? Бо з вашага прысуду так вынікае. Гэта самы вялікі канфлікт. Вы кажаце, бізнес-план мяне не абавязваў. Мне абавязвала дамова куплі Мотовило. А яны кажуць, нет. Отвечу. Бизнес-план. Это хороший вопрос. Значит, этот бизнес-план появился там, через год и 4 месяца. Или там через какое-то время после подписания договора купли-продажи. Этот бизнес-план делали сотрудники Мотовило на основе тех прогнозов, которые они же и строили. Значит, и в этот же бизнес-план были включены обязательства рассчитаться по долгам перед АТЭК Холдинг, которые получили в сентябре 2007 года. Они же тоже были в бизнес-плане. Ну, потому что в 2007 году, в сентябре, Мотовило получает деньги. Менеджеры составляют бизнес-план и ставят, что эти деньги надо вернуть в 2008 году. Это что же бизнес-план? І станку купіць на 13 мільйонів. Значит, соответственно, менеджеры ставят, они планируют выручку. Что они получат такую-то выручку. У этой выручки будет такое-то качество. Они понесут такие-то затраты. Они купят столько-то станков и рассчитаются по ранее возникшим обязательствам. Это все бизнес-план. Все цифры бизнес-плана являются единым математическим комплексом. Если по какой-то причине в 2008 году в мире разрядился финансовый кризис, естественно, они внесли коррекцию в объем продаж. Они внесли коррекцию в структуру затрат и составили другой бизнес-план. Бизнес-план – это инструмент, позволяющий скоординировать работу предприятия. Но нет ни одного бизнес-плана в мире,
который в абсолютной точности исполнился с тем, как он намечен. Ни у Маска, ни у Билл Гейтса таких бизнес-планов не существует. А вот договора, они существуют. Договор обязывает стороны. Бизнес-план не обязывает. Поэтому, когда в суд пришла эксперт по бизнес-планам, я задаю простой вопрос. Скажите, а вам известен хоть один бизнес-план, который бы не изменялся? Нет, неизвестно. Вам известен хоть один бизнес-план, который бы был исполнен в том сценарии, который был первично написан? Говорит, нет, его всегда меняют. Так а в чем проблема? Вот, просто мы не нашли бизнес-план, его очередную редакцию. Но я, сидя в камере СИЗО, не могу искать бизнес-планы редакции 2010 года, 2009 года. Они есть. То бок были корректы бизнес-плана? Так? Да каждый день корректируются бизнес-планы. Я корректирую собственную финансовую модель вот своей жизни, деловой и личной, когда для этого возникает обстоятельства. Я считаю, что у меня будет столько-то денег, а внесу такие-то траты. Потом возникает обстоятельства, при котором у меня денег либо больше, либо меньше. Я меняю, вношу коррекции в состав своих трат, в их количество. Поэтому руководство Министерства архитектуры и строительства в 2012 году вместе с горосполкомом и Минфином оценило итоги работы этих 5 лет. А раз в год они подписывали промежуточные планы в связи с договором. Подписывали их очень аккуратно, отправляли на мотовелокомиссию. Они знали, куда и сколько направлено средств. Им было все это понятно. Они проводили какие-то рабочие совещания. И в 2012 году Министерство промышленности подписывает... В 13-м. В 2013. Мне написали, приняли справоздачу. Значит, они подписывают. Им все известно. Им все известно целых 5 лет. Они подписывают акт о полном исполнении всех обязательств. Чаму так адбылося? У 13-м годзе яны подписывают справаздачу. У іх нема да вас ніякіх прэтэнзій. Все добра. Былі, як вы кажаце, і нейкія прамежкавыя таксама справаздачы. Яны ведалі, куды вы потратили грошы. А ў 15-м годзе яны прыходзяць і кажуць, не было ўсё кепска. Я могу даже сказать такую интересную вещь. Когда вот этот финансовый кризис был, это была очень сложная ситуация. Потому что, естественно, в финансовой модели та статья, которая называется «Выручка», она обрушилась раза в 3, наверное. А при этом в раза в 3 расходы не обрушаются. То есть количество людей, зарплата, налоги, содержание территории сохраняются те же самые. И мне Анфимов лично приехал на Мотовел и говорит, парни, я вас очень прошу, не бросайте предприятие. Не бросайте. И мы обсуждали все, что, естественно, первоочередной задачей для предприятия использовать средства на налоги и зарплаты. Потому что именно эти 2 статьи запускают необратимый процесс разрушения. Чуть меньше произвел в 2009 году, продал, в 2010 больше, в 2011 больше, ты восстанавливаешься. Но невыплата зарплаты, она необратима. Потому что ты никогда не сможешь удержать хорошо мотивированную команду и сотрудников, если ты не выплатил зарплату и налоги. И что, кто-то чего-то не знал? А почему они так делают? Я не знаю, почему люди ведут себя вот так. Это не люди, это чиновники. Тут Почему чиновники, которые берут одни обязательства, которые знают все, потом ни с того ни с сего удивляются, говорят, смотрите, белые, то, что мы вчера было белым, вот оно же зеленое, красное, синее. Так оно как было белым, так белым и осталось. А почему у них цвет меняется? Это надо не мне задавать вопрос. Да, я как бы... Але я вам задав питання менавіта таким чынам. Чаму вы думаеце, яны адмовіліся ад сваёй вось прынятай подпіс пастаўлены, заверана печаткай, гербавай, там так напісана ўсё, гербавай печаткай, справаздача, міністр ўсё падпісаў. Яны адмаўляюцца і кажуць, што вы ўсё ж такі не выканалі, то бок яны фактычна прызнаюць той подпіс і тое прызнанне, што ўсё было добра, яны кажуць, што все, тое ўжо не працуе. За что вас тады взяли? Навошта им это было? Вот так взяться за вас? Я считаю, что, откровенно говоря, существует та тема, которая привела к вот этому напряжению. Это то, что я
энергично и профессионально защищал интересы стеклотарной отрасли в условиях неконкурентных тарифов на газ и электричество. И я не просто защищал, я понимал, что столько энергии, капиталов, моих партнеров инвестировано в эти предприятия. И предприятия высочайшего класса по технологии, предприятия высочайшего уровня управления, они правильно встроены в рынок. Есть достаточно интересные горизонты дальнейшего их развития. Их просто, они умирают. И я знал, кстати, я уже чувствовал интуитивно, что их убьют, а меня назовут кем угодно. И меня сделают крайним. Но это не так меня беспокоило. А меня беспокоило, что умирают предприятия, которые с такой энергией были созданы. Вместе с тем поселком Мелизово, в котором я увидел, как серьезно изменилась жизнь. Она стала такой... Она стала нормальной. Не тому они пошли. Оттуда пошел конфликт. Все, этот конфликт уже в какую сторону он переходит, не имеет никакого значения. Не тому, что вы им погрожали, яны подумали, вот приходит бизнесмен, вы им сказали, что вы просто закрыте, и тысячи людей застанется без працы, так? Я не сказал, что я закрою, я сказал, что закрытие неизбежно. То есть я могу в носу ковыряться, да? Могу, значит, замок на забор вешать, но если у предприятия поступающие деньги не соответствуют необходимости их тратить, это не может длиться годами. Потому что можно 1 год компенсировать нехватку поступающих денег в виде выручки за товары и услуги кредитами. Но потом кредитор скажет, больше не дам. Можно пытаться акционеров убедить. Но те, с кем я вел переговоры, говорил о том, что, ребята, эта ситуация временная, они говорят, Саш, скажи, как можно инвестировать в предприятие, которое несет расходы на газ $340, а в России он стоит 80. Если нам хочется в стеклотарную отрасль инвестировать, мы это будем делать в России. Каб выканаць ваше абяцанне па інвестыцыях 20 мільёнаў долараў Матавела, так, гэта была частка дамовы, 20 мільёнаў трэба было інвеставаць. Вы бралі крэдыт у латвійскім банку. У залог вы ім пакінулі 30 мільёнаў акцыяў Матавела, якія ў іх засталіся. Вас арыштавалі. Гэты крэдыт не быў пагашаны. Акцыі засталіся як залог у гэтага банка. Што з імі сталася далей? Банк, полученные акции, которые он, на мой взгляд, должен был как минимум либо совершить действия по их продаже и использовать средства на погашение кредита, либо как минимум предложить их мне. Банк, мне неизвестно, что он что-то сделал. Это означает, что он просто их отдал. Отдал их властям Беларуси. И это позволило достичь целей того уголовного дела, которое было сфальсифицировано в отношении меня. Потому что главная цель была забрать весь пакет акций, 75 миллионов штук. И забрать их без добровольных либо без активных действий со стороны банка было невозможно. Но если можно было еще придумать, что я собственник австрийских юридических лиц, и, значит, можно все забирать у этих австрийских юридических лиц, то я не собственник Риетенбанка, латвийского банка. И, соответственно, это банк, и деятельность этого банка регулируется и законодательством, и регуляторами. Этот банк, на мой взгляд, должен был поступить в интересах клиента. Он должен был эти акции продать. И, собственно, сам факт того, что он эти действия бы предпринял, делал невозможным фальсификацию уголовного дела в отношении меня. Вы лічыце, што, хутчэй за ўсё, яны былі перададзеныя беларускай дзяржаве, бо сёння беларуская дзяржава кіруе Матавелу, так далей. Але замест гэтага, замест таго, каб разбірацца з акцыямі, у вас у Маскве, Аўстрыі, у вас была нерухомасць, так? Маскоўская кватэра 320 квадратаў у прэстыжным жылым комплексе. У Аўстрыі у вас увогуле, у вёсцы так званай мільянераў пад Венай быў дом. Не ведаю, сумарная вартасць гэтых двух нерухомасцяў сёння это колькі там? 6-7 мільёнаў долараў? Когда ты сидишь в тюрьме,
и когда твое право на защиту своих интересов, когда твое право на доступ к правосудию тебе недоступно, или тебя его лишили, можно забирать все, что угодно. Банк, кроме того, что он получил решение Рижского суда, Третейского суда коммерческих банков, он получил его с грубым нарушением публичного порядка. Банк проинформировал Третейский суд о том, что все стороны спора должным образом извещены. При этом я не имел ни малейшего понятия о том, что такое заседание суда состоится. Банк осознанно направил извещение мне по тем адресам, по которым я не находился, и банку это было известно. Потому что, во-первых, мое задержание широко освещалось в средствах массовой информации. Во-вторых, у банка есть в том числе представительство, и было на тот момент в Белоруссии. У меня было запланировано в Минске на 3 июня встреча с вице-президентом банка. И, соответственно, он как минимум должен был удивиться, почему, значит, я куда-то пропал. В-третьих, одним из контрагентов банка было акционерное общество «Мотовела», и директора «Мотовела» тоже арестовали. И поэтому у банка были все основания, значит, знать, где я нахожусь. И направить мне извещение как минимум туда. Получив извещение, я бы имел право направить свои возражения, либо каким-то образом направить своего представителя и быть должным образом представленным в процессе. Но этого не произошло. Это означает, банк совершил обман Третейского суда в Риге, информируя о том, что стороны процесса извещены должным образом. Суд на основании этого вынес решение без моего участия, без моей возможности направить свои возражения, защищать свои интересы. После этого банк совершил еще набор действий. Банк проник в квартиру без судебных приставов, взломав дверь. В якую квартиру? Московскую. Раз. Банк вскрыл сейфы. В квартире находилось 3 сейфа, там были документы, ценные бумаги, очень важные для меня и сегодня. Там были деньги. И банк своей бумажкой описал акт о том, что якобы лежало только в одном сейфе. Естественно, не соответствует действительности. А то, что находилось в 2 других сейфах, банк даже бумажку не составил. Банк своими силами вывез имущество с квартиры какое-то, составил поэтому какую-то опись. Но даже глядя на эту опись, я могу сказать, что там и близко нет того имущества, которое находилось в квартире. Это означает, это кража. Значит, что это? Я не мог понять. Дело в том, что для меня было также интересно, почему в приговоре московская квартира подлежит конфискации. И почему судебные приставы Беларуси не совершили никаких действий по конфискации этой квартиры. А банк с владельцем, с акционером основным, когда у меня было соглашение, он понимал, что эта квартира должна быть выведена из-под обременений, из-под залогов, потому что банк получил все необходимые расчеты. И он мне заверил о том, что, Александр, независимо от того, что произойдет, не переживай, никаких рисков у тебя с личным имуществом нет. Ни с того ни с сего банк забирает эту квартиру. Это, очевидно, сговор. Банка с кем? Банка либо с тем, кто инициировал и вел уголовное преследование против меня, либо с кем-то из властей, кто мог на это влиять. Потому что действительно для судебных приставов Беларуси конфисковать квартиру стоимостью несколько миллионов долларов, это тоже было очень-то ценный приз. Но они этого не сделали. Это означает, что эта квартира досталась банку в составе какого-то решения, по которому он не предъявил права на акции Мотовела, тем самым сделал возможным достижение цели экспроприации этих акций и мое уголовное преследование. Эти вещи очевидно связаны. И я буду очень рад, если мне по каким-то обстоятельствам станет достоверно известно, что это не так. Потому что сговор
банка одного из европейских государств с целью репрессий незаконных в отношении своего клиента, это очень плохая история. Вельмі специфічным пасяленні, так, для вельмі багатых людзей, так як кажу, вёска мільянераў такая. Як вы потрапілі туды? Значит, я скажу так. Я до этого жил 3 года в местечке, которое называется Перхтольсдорф. Так вот, в этом местечке, тихом, таком австрийском красивом городке, с красивой центральной площадью, с очень интересным замком, с башней, с кафешками, винными улицами, домики раз в 10 подороже, чем в том поселке, о котором идет речь. Значит, причем не просто подороже, а у них еще и какая-то историческая ценность. Но для меня, мне ближе было такое интернациональное место, коим являлось Фонтана в поселке Обервальтерсдорф. И там цены не выше, чем цены аналогичных объектов в Австрии, вокруг Вены. Там очень много людей, которые богаты. Поэтому я бы сказал так, что Австрия – страна миллионеров. И очень многие миллионеры живут там, где им нравится, где они родились, или, может быть, где это исторически связано с их семьей. И там такие замки, там, что ой-ой-ой. Игорь, это не самое дорогое место. А потрапил я туда очень просто. Я, когда понял, что я хочу жить все-таки в ином месте, более интернациональном, я нанял девелопера. Владимир Толстой, австриец. И он, в общем-то, мне на протяжении короткого времени присылал какие-то варианты с рынка. В том числе прислал предложение по этому дому. Я сидел, посмотрел, он мне понравился. Единственная там была ситуация, там продавец хотел совершить сделку очень быстро. А я для того, чтобы собрать необходимую сумму, мне нужно было чуть больше времени. Поэтому аванс был выплачен из свободных моих средств. 1 400 000 евро добавил банк к кредитному договору с Атек Инвестмент. И, значит, в течение года эти средства я предоставил Атек Инвестмент, а Атек Инвестмент полностью с банком рассчитался. Вот и все. Вся история. Сколько вам этот дом обошелся? Ну, он что-то был вместе с тем, чтобы там его обеспечить мебелью, провести ремонт, где-то 2 200 000 евро. Что отбываецца сёння з вашымі аўстрыйскімі кампаніямі, я называю вашымі, якімі вы альбо кіравалі, альбо якімі валодалі, усе Атэкі, Амета? Значит, что известно мне? Значит, Атек Инвестмент ГmbH, имея активы, причем активы масштабные, в принципе, с этими активами надо работать, по какой-то причине выведен из реестра из-за отсутствия деятельности. Значит, и я, естественно, понимаю, что мне надо будет совершить все необходимые действия, чтобы Атек Инвестмент ГmbH был восстановлен в реестре фирм в Австрии, или там Фирменбух называется. Амета Холдинг ГmbH, у которой тоже есть собственность, причем собственность очень интересная, это живые работающие предприятия, тоже ликвидирован. И нужно будет совершать работу по ее восстановлению в реестре фирм, потому что Амета является собственником нескольких предприятий, которые работают и которые не знают, кому свои дивиденды платить. Спадар Александр, у матэрыялах вашай справы ёсць таксама дакументы, якія былі перададзены аўстрыйскім бокам, афіцыйна аўстрыйскай дзяржаве, беларускаму боку. Яны таксама ляглі як бы ў аснову і супраць вас прысуда. Як вы ставіцеся да таго, што Аўстрыя фактычна дапамагла Беларусі асудзіць вас? Ну, естественно, я был ознакомлен с запросом на предоставление документов в рамках правовой помощи. Это официальная процедура. И потом удивительно, что из Австрии документы поступили. Поступили выписки из Фирменбух на все компании, какая-то еще вспомогательная информация. Она, в принципе, не представляла никакой тайны из себя. Но она поступила. И только через год я узнал, что решением суда земельного в Бадене вынесено решение в предоставлении информации отказать. И это решение поступило в белорусский КГБ. И белорусский КГБ для того, чтобы не извлекать из материалов уголовного дела, по которому мне дали 11 лет, это письмо ошибочно направило в материалы другого уголовного дела.
И таким образом судья использовал эти документы в обосновании приговора. Как будто бы они что-то доказывают. Як ви думаєте, така пасіўная роля Аўстрыі вось у вашай справе, у вашым працэсе, яна можа быць абумоўленая тым, што ў Аўстрыі, ну, афіцыйна, так, паміж уладамі Аўстрыі і беларускімі уладамі вельмі добрыя адносіны. Это хороший вопрос. Хочу сразу такую внести ремарку о том, что Австрия для меня сегодня это та страна, которая в большей степени страна, которая является моим домом. Поэтому я, отвечая на этот вопрос, буду максимально аккуратен, корректен. Это первое. Второе, естественно, выбор инкорпорирования компании, головной компании в Австрии строился на вопросах защиты и безопасности в том числе. И когда произошел этот нелепый арест, когда произошел захват собственности австрийских компаний, естественно, я ожидал, что, собственно, сам факт того, что я резидент Австрии, я налогоплательщик Австрии, я должностное лицо австрийских обществ. Все, что я делал, это я профессионально выполнял эту работу, будет чем-то важным для того, чтобы рассчитывать на политическую защиту. Мало того, австрийские компании ATEC Investment GmbH, Ameta Holding GmbH, ATEC Holding GmbH, в последующем Photon, это резиденты, налогоплательщики Австрии. И изъятие у них собственности на сотни миллионов евро – это лишение австрийского государства налогов, лишение рабочих мест и налогов на десятки миллионов евро. Это тоже вроде важно. Когда был визит экс-канцлера Курца в Беларусь, то и в преддверии этого визита, и в процессе, и в последующем его очень сильно освещали. И мне как-то адвокат принес очень интересную статью из интернета, как один из научных общественных деятелей России в преддверии этого визита написал о том, что в отношениях Беларуси и Австрии есть одно темное пятно. Это управляющий австрийских компаний, который сидит в тюрьме. Директор ATEC Investment GmbH Муравьев, ну и так далее. Но со стороны австрийских должностных лиц никакого намека на эту тему не было. То есть получается, что россиянин больше беспокоился о судьбе директора австрийской компании в белорусской тюрьме. Я прочитал очень интересное интервью, я не помню, кто это был, это или посол Австрии и Беларуси, накануне визита или сразу после. Оно у меня есть, я его сохранил. О том, что на тот момент в Беларуси создано 80 с чем-то предприятий с участием австрийского капитала. И как мне было приятно это читать, когда каждое 8 из 80 создано мною с участием ATEC Investment GmbH, ATEC Holding GmbH и Ameta Holding GmbH. То есть сам факт того, что предприятие существует, вызывал восторги, а то, что управляющий каждого 8 предприятия сидит в тюрьме, даже не заметил. Але глядзіце, вы грамадзянін Беларусі, ўсё ж таки большае жыцця пражылі ў Беларусі, але пры гэтым пазіцыянаваліся як аўстрыйскі інвестор. Кім вы себе самі больш адчуваеце? Я скажу, сейчас я буду говорить честно, потому что после 8 лет тюрьмы, после прочитанных 150 книг, я этот вопрос себе сам часто задаю, кто же я? И такого однозначного ответа нету. Конечно, я больше белорус. Меня больше связывает эмоционально с Беларусью. Но я очень хотел быть частью разных стран, разных государств. И я все для этого делал. И поэтому по сравнению на 2015 год я больше времени жил в году в Австрии, в Дубае,
чем в Беларуси. По моим оценкам, в 2014 или 2015 году я в Беларуси был месяц полтора-два. Вот, но это не обрывало мои связи с Беларусью. Но я хотел быть человеком, который чувствует себя в Австрии как дома. И я тоже для этого все делал. Мне яшчэ пытанне зараз класіка жанра ўсіх размоўных інтэрв'ю. Гэта пытацца пра грошы людзей, за што яны жывуць. Дубай вельмі не танны горад. Я паглядзеў кошты на нерухомасць там, дзе вы жывеце, таксама гэта мільёны долараў. А нават самае таннае жытло это $1 000 000. За што вы жывеце, калі у вас усё канфіскавана? Ну, в общем-то, не все. Не везде. А то, что касается до 2015 года, то я как основатель, как один из владельцев, либо акционеров группы компании АТЭК, масштаб которой был в годовом эквиваленте около $200 миллионов продаж, производства, продаж, то, естественно, вопрос моего вознаграждения как менеджера и мои акционерные доходы, они, в общем-то, вполне соответствовали тому, как я жил и работал. То, что касается 8 лет в тюрьме, ну, есть доверенные люди, которым удавалось какие-то активы превращать в деньги и, в общем-то, обеспечить более-менее нормально вопросы там, моей жизнедеятельности, моей жизни, там, поддержка близких моих. Есть люди, которые меня поддержали, когда я не мог этого делать сам. А вот уже в первые дни, когда я приехал сюда, я уже понял масштаб потерь и мародерств. Як вы гэта зразумелі? Ну, сейф мой был вскрыт, денег там не было, даже в Дубае. Я не стал вызывать полицию, потому что понимал, что я испорчу себе настроение. То бок у вас тут была кватэра ўжо ў Дубаі і 8 гадоў, пакуль вас не было, яна стаяла. Ну, тут как-то и распоряжались в мое отсутствие. Але хто распараджаўся? Я даже сейчас бы лучше это оставил в стороне. Потому что тот, кто распоряжался, мы с ним достигли соглашения обнулиться во взаимных требованиях. И в связи с этим эта тема не может озвучиваться. Але ваш узровень жыцця ў параўнанні з тым, які ён быў да 2015 года, ён моцна змяніўся. Вы сабе зараз можете дазволіць тыя рэчы, якія там дазволялі раней до 2015 года? То есть я сейчас, конечно, сдержан во многих своих желаниях, пока не приведу в какое-то состояние бизнес и не получу доступ к тем активам, которые пока для меня закрыты. Але ў чым вы стрыманыя? Я не ведаю. Не можете себе дозволить лобстеру? Нет, с этим все в порядке. Я по состоянию на 2015 год, у меня общее количество поездок в год было 30-40 в одну сторону. Условно, взлетов, посадок у меня было около 100. Это связано было с моей деловой активностью. Это раз. Второе, сегодня для меня территория закрыта. Я не могу поехать в Европу, но я делаю для этого все необходимое. И я не могу так свободно перемещаться по двум причинам. Надо, чтобы для этого были цели, то есть как минимум бизнес, или какие-то или иные задачи. И я, кстати, не могу поехать в Россию. По той же причине, про которую я говорил, когда мы говорили о банке. Банк сделал невозможным мою поездку в Россию. А яна вам потрібна? Вам хотелось бы ездить в Россию? Сегодня в этом нет необходимости. Сегодня нет желания. Что будет завтра, я не знаю.
Агульны план у вас які? Вы збіраецеся вяртацца ў бізнес, ці вы хочаце, не ведаю, паспрабаваць вярнуць актывы, частку сваіх актываў, якія былі у вас адабраныя, страчаныя, і перайсці на пенсію, спакойна сабе ўжо з гэтымі грашыма заставацца, ці у вас план актыўна далей дзейнічаць, не ведаю, развіваць штосьці новае? Я вообще не представляю себя жизнь без какого-то дела, которое мне нравится, которое меня увлекает. И это сегодня для меня это бизнес. И я участвую в 2 проектах. Один очень успешно закончил, 23-й год, и с хорошим финансовым показателем. Мое участие там существенно. Один только начался в конце года. Я надеюсь, по итогу 2024 года он будет хорошим. Это создает какой-то ритм жизни, ритм деловой жизни, конечно. Ритм дня, недели, какие-то звонки, конференции. Я вникаю в отраслевую информацию, я участвую в выставках, у меня появляются контакты, англичане, немцы, индусы из этой отрасли. Они, кстати, очень интересны. Я уже был на нескольких промышленных предприятиях, смотрел здесь площадку одну для развития. И это для меня очень важно. И я, в общем-то, этого хочу. Ну и, естественно, вопрос получения доходов для того, чтобы поддерживать и деловой образ жизни, и частную жизнь, это тоже очень важно. Относительно возврата активов я не делаю на это ставку. Потому что здесь нет определенных результатов, которые возникнут в определенные сроки. Здесь совершается какая-то работа. Вы верыце, што ўвогуле ў Беларусі могуць адбыцца нейкія перамены, і вы заінвестуеце? Я слово «вера» заменил на желание. Я хочу. Потому что вера – это все-таки категория, которая должна иметь опору. У меня сейчас нет опоры. Желание есть, да, я бы хотел, чтобы Беларусь была той страной, где соблюдается один из главных смыслов существования государства. Это обеспечение безопасности и правосудия. Все остальное – это 2-й или 3-й ряд. Только безопасность и правосудие делают государство авторитетным. Я на себе не испытал ни того, ни другого. Я пострадал от бессмысленных репрессий. Я понес потери части своей жизни. Я не смог проводить отца. У меня выросли дети. И я провел 7 лет и 7 месяцев в тюрьме и в лагере. Соответственно, с безопасностью не получилось. Я не признал в суде приговор. Я четко высказал свою позицию о том, что такой приговор является преступлением против правосудия. І ви зараз змагаєтесь за те, каб його адмініць? Нет, это невозможно. Приговор может быть отменен только в правовом государстве, в котором можно, в принципе, апеллировать какими-то аргументами. А в Беларуси сейчас я не обжалую ничего. А пересмотреть приговор вне территории Беларуси невозможно. Як у вас сім'я? У вас 3 дачки. Як у вас з адносинами? Ви бачитеся після виходу? Ви часто бачитеся з сім'єю? Нет, дочки были здесь, у меня. Мы провели великолепно вместе время. Созваниваемся, насколько это часто. Бывает каждый день, бывает несколько раз в день. Вот. А так как все-таки они уже самостоятельные, они большие. Дорослые? Дорослые, да. То, естественно, я понимаю, что быть душным папой – это плохо. Потому что
Я помню, как в возрасте 14-15 лет я думал только об одном. Как бы побыстрее значит, куда-нибудь свалить. Это при том, что у нас замечательная мама, папа. И я их очень люблю. Но в какой-то момент эта потребность жить собственную жизнь, она очень сильная. И у них она такая же. И я очень хочу, чтобы они жили свою, только свою жизнь, своим опытом, своими знаниями. А у якой краине? В той, в которой соблюдаются два принципа. Безопасность и правосудие. И это может быть Беларусь? Ну, я хочу, чтобы это было. Я зрозумів. Дякую вам велике, господар Олександр, що присвятили нам стільки часу, зустрілися і прийняли нас тут. Дякую. Спасибо.